В Телеграм, а также по номеру телефона 32 01 11. Күнде сақасырын ұлықтықтыры Айсен Сергеевичтің ағас эфирі кетілінен барыға бәяға тентігері етілергітін сақалы олабетер нұтчалы әрен келен бері қытын сөп. Студия нөмірі экранға көстен тұрар. Арсений Сергеевич, ну и прежде чем я передам слово нашему колл-центру, и мы начнем принимать звонки, хотелось бы обсудить вопросы, важные не только для нашей республики, но и для всей страны в целом. Сейчас идут референдумы о вхождении в состав России Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Наши корреспонденты пообщались с участниками голосования, которые сейчас живут в Якутии. Завтра последний день референдума. Я предлагаю посмотреть, как проходит голосование и что говорят жители. В первые дни референдума в Нерюнгри прибывшие из Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей изъявили желание выразить свое мнение. В основном это работники угледобывающих компаний. Поэтому выездная комиссия с утра 23 сентября прибыла прямо на шахту Денисовская. Мы прямо сейчас вышли из шахты. Сейчас приезжаем на шахту, приводим себя в порядок. У нас на шахте организован избирательный участок. И сразу идем на голосование. Владимир Майструк приехал на работу в компанию «Колмар» в прошлом году из Луганска. Его семья осталась в Волгоградской области. Сегодня ему предстоит сделать выбор, от которого зависит судьба родной республики. Это очень важное решение, которое давно пора было принять. Так как такие обстоятельства, всему свое время. Люди готовы проголосовать. Нас заранее оповестили, что 23-го начинается, и желающие, ну у нас в основном все желающие проголосовать за или против, ну в основном все за. Члены комиссии провели выездное голосование в Алданском районе и в городе Удачный. Участки референдумов продолжают свою работу в Якутске, Нерюнгри и Мирном. Айсен Сергеевич, вы уже высказывались в поддержку решения жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона провести референдум. Скажите, почему сейчас так важно поддержать братские народы? Безусловно, мы сегодня должны понимать, что для этих регионов вопрос проведения референдума и вхождения в Российскую Федерацию, на самом деле, поверьте мне, вопрос жизни или смерти. Я был на этих территориях, встречался с людьми, видел, в каких условиях они живут последние 8 лет, под постоянными бомбежками, в условиях военных действий со стороны фашистов, которые окопались в украинской власти. И, конечно же, Россия с самого начала им помогала. Может быть, это решение, на мой взгляд, даже можно было принимать раньше. Но, как говорится, вот как сейчас шахтер сказал, всему свое время. И сейчас эти регионы, на самом деле исконно российские регионы, до 17-го года прошлого века, это была как раз территория России полностью, они, конечно, по волеизъявлению населения, свободному волеизъявлению, они, я уверен, вернутся к нам в Россию. И Россия всегда выступала за справедливость, мы всегда выступали за справедливость. Так, и, конечно, вот сегодня наши ребята, в том числе якутяне, уже с оружием в руках сражаются за освобождение этих территорий, за то, чтобы эти люди могли свою жизнь дальнейшую свободную выбирать сами, они самостоятельно, так они быть уничтоженными в прямом смысле этого слова той властью, той кликой, которая сейчас окопалась в Киеве. Арсений Сергеевич, наши коллеги сейчас находятся в городе Кировская, Донецкой Народной Республики. Давайте передадим слово местным жителям. На связи Сулустан Заболоцкий. Сулустан, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Арсений Сергеевич и жители Республики Саха-Якутия. Мы вещаем из города Кировская, Донецкая Народная Республика, где делегация из Якутии рабочей группой работает над восстановлением данного города. Также мы сейчас находимся на объекте школы номер 2. Это большой объект, где мы проводим капитальный ремонт. И сейчас слово хотел бы предоставить Ольге Алексеевне, директору этой школы. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады, что вы оказываете нам такую посильную помощь. Особенно благодарность это главе Республики Саха Айсену Сергеевичу Николаеву за то, что строят такую прекрасную школу для наших детей, за то, что наши дети этим летом получили оздоровление
в лагерях города Туапсе, и до сих пор они там оздоравливаются. Мы сотрудничаем с Республикой Саха, и наше сотрудничество приносит такие вот благотворные плоды. Надеемся на дальнейшую поддержку. Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за поддержку референдума. И я думаю, что каждый из присутствующих здесь проголосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Отныне мы будем едины, Россия и Донбасс, навеки. Спасибо большое. А сейчас хотели бы слово передать местным жителям. Пожалуйста. От лица родителей и всех жителей нашего города хочется сказать огромное спасибо всем, кто помогает нам в такое трудное время. Мы благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за заботу о нашем Донецком крае, за то, что не оставил народ Донбасса без помощи. Мы чувствуем и видим эту заботу и помощь ежедневно. Мы благодарим Трутнева Юрия Петровича, куратора нашего региона Дальневосточного края, за то, что помог нашим школам с ремонтом, с обеспечением новой мебелью, с классным современным оборудованием. И, конечно, отдельное огромное спасибо нашим шефам, работникам из далекой холодной республики Саха-Якутия, которые с горячим сердцем и днем и ночью работают на благо нашего города. Поверьте, такой помощи мы не видели 30 лет. Мы уверены, что дружба, зародившаяся в сложное военное время, будет продолжаться долгие годы. Спасибо вам большое. Ну и по традиции наши Уруй Айкал! Айсен Сергеевич, жители Кировского сейчас до сих пор с нами. Завтра, в голосовании по референдуму они пойдут завтра. Что бы вы им сегодня пожелали? Я, конечно же, желаю им побыстрее вернуться на родину, в Российскую Федерацию, к нам в Россию. Так, и мне Андрей Санович Федотов, наш поспред, он сейчас находится на Донбассе, в Кировском, как раз в такой длительной командировке, руководит процессом восстановления объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры. Он передавал, что уже по состоянию на сегодняшнее утро, так, там уже 70% населения проголосовало. Уверен он, что будет еще больше явка в эти дни оставшиеся. Ну и, конечно, результат. Вот для меня, как человека, который там был, это абсолютно очевидно. Знаете, там все искренние патриоты России, все искренне понимают, за что они идут голосовать, и уверен, результаты там будут абсолютно понятные. Так? Конечно же, мы будем продолжать помогать Кировскому. Мы сейчас вот восстановили вторую школу, полностью ее отремонтировали. Помощь оказывается по восстановлению улично-дорожной сети, которая там практически была вся разбита. Люди вот тоже со слезами на глазах благодарили, что впервые за многие десятилетия у них обратно появилось уличное освещение, началось асфальтирование какой-то улиц. Конечно же, очень большая работа предстоит по коммунальному хозяйству, потому что там оно было полностью убито. Больница Кировского, я там просто был потрясен, на самом деле потрясен двумя вещами. Мужеством и героизмом врачей, которые работают там. А второе тем, что вот за 30 лет, как правильно вот сейчас женщина сказала, ничего там не делалось. Там стоит оборудование 60-х годов прошлого века. Рентген там 80-го года. В хирургии стоят лампы 60-х годов, ГДРовские. И в этих условиях люди работают. Конечно же, им надо помогать. Так, это абсолютно понятно. И мы помогаем, будем помогать. И уверен, что у нас будет такая, знаете, хорошая, добрая дружба. То есть мы видим потенциал большой на Донбассе в части помощи по горной промышленности, в части дальнейшего сотрудничества в вопросах вот и других экономических, социальных вопросах, культурных вопросах. И вот, правильно говорят, дружба, которая появилась как раз в эти непростые боевые месяцы, годы, она, конечно, будет нам и дальше помогать. Айсен Сергеевич, мы видим, что по всей стране сейчас идут провокации, идет глобальная информационная война. Провокаторы действуют на эмоциях людей, призывают к непротивоправным действиям, выходить на несанкционированные акции. Такая акция вчера и у нас в Якутске прошла. Сегодня вы встретились с матерями, чьи сыны и мужья были мобилизованы. Как прошла встреча и о чем был разговор? Конечно же, для меня вот сегодняшняя встреча была крайне важна. Я встречался с матерями и женами нескольких категорий. И тех военнослужащих, которые с первого дня специальной военной операции находятся там на полях сражений, в войсковых наших частях.
жены и матери также наших добровольцев, которые вот тоже с первых дней до вот последних дней сами записываются и идут в наши добровольческие отряды. У нас там свой добровольческий отряд в том числе действует, Ботор. И с родственниками, матерями, вот, женами тех наших граждан, которые сейчас по частичной мобилизации идут в ряды вооруженных сил. Встреча была долгая, вопросов было очень много. Я абсолютно понимаю людей, так, особенности, вот, которые сейчас призываются, к сожалению, в силу того, что вопросы мобилизации, реальной мобилизации у нас в стране, и слава богу, последние 78 лет уже не занимались мы после окончания Великой Отечественной войны. Конечно, многие вопросы должны решаться были, наверное, по-другому, но, к сожалению, здесь есть много шероховатостей, технических ошибок. Даже численность военкоматов сейчас очень маленькая. Крупные районы, сельские, например, Чурапчинский район, Верхнеюльский район, они не имеют на своей территории работников военкоматов, что уж там говорить о маленьких районах наших арктических. И, конечно, это создало в первые дни определенную неразбериху. Вот я лично сам вмешался, как глава призывной комиссии. Уже сейчас мы видим, что ситуация гораздо улучшилась, ошибок гораздо меньше. Ну а по тем нашим гражданам, по которым были приняты те или иные решения, мы сейчас уже возвращаем их домой, мы об этом говорим. Сейчас уже более 120 человек мы уже из вне республики возвращаем. Ну и вот появление фильтра уже такого хорошего, серьезного на уровне районов и на уровне республиканского сборного пункта тоже свой дает результат. Вот за вчерашний день 15 человек из республиканского сборного пункта тоже было возвращено домой уже как неправильно призванных. Да? Но эта работа будет идти. Что касается встречи с матерями. Вот вы знаете, меня что поразило, ни одна из них не ставила под сомнение вопросы правильности или неправильности действий нашего президента, действий нашей страны по специальной военной операции. Все в один голос говорят, они защищают нас с вами. И у них даже абсолютно справедливые упреки в адрес целого нашего общества. Почему общество у нас такое, во многом стало бездушное, почему об этих людях мы мало говорим, почему мы их мало показываем. Почему вот их героические поступки не так освещаются, как, наверное, этого следовало бы делать. И, безусловно, я эти, знаете, замечания принимаю. Потому что мы, к сожалению, как-то вижу, что в обществе есть силы, которые считают, знаете, вот усиленно вот это, то ли осознанно, то ли неосознанно пытаются такую, знаете, линию провести. Наша хата с краю. Донбасс далеко, мы Якутия далеко, зачем нам туда лезть, да вот мы здесь отсидимся и все типа будет хорошо. Не будет хорошо. Или у нас у всех будет хорошо, у всей страны, или у всех у нас будет очень плохо. Вот это надо понять. Это идет война, натуральная война, объявленная Западом против России. И, Олег, вы правильно говорите, она идет не только на поле битвы, где мы видим, как НАТО прямо своим огромным потоком, всей своей вот мощью шлет вооружение на поле боя для Украины. Не секрет же, сейчас уже многие западные страны, в том числе даже Соединенные Штаты Америки, вот уже говорят, что некоторые вооружения у них у самих исчерпаны. Они все отправили против нас. И говорят, как если что у нас случится, чем мы будем сами здесь тут? Обороноспособность наших стран крепит. Понимаете, какая огромная сила против нас брошена, против наших ребят. Конечно же, война идет и на информационном поле. И вот эти все фейки, эти все попытки расшатать по разным направлениям российскую государственность. Тот же межнациональный вопрос, который усиленно пытается качать национальных республик. Что у нас, что Дагестан, что Бурятия, что другие республики. Мы же это видим все. И, к сожалению, вот некоторые наши не очень сознательные люди, так, в основной своей массе, а некоторые, к сожалению, осознанно абсолютно, так, пытаются вот это, к этому каким-то образом примазаться, каким-то образом тут выступить в кавычках героями и начать раскачивать ситуацию. Здесь я очень четко хочу сказать, что здесь есть закон, и ко всем ним, конечно, будут отношения строго по закону. Вот. Перегибов не будет, но и думать, что там их по головке погладят и отпустят, тоже нельзя. Вот. Время нынче такое, что, знаете, нельзя быть в какой-то серой зоне. Сейчас очень четко понятно, кто на стороне добра, кто на стороне зла. Кто со своей родиной, с Россией, борется против зла, так, против фашизма, а кто, там, еще раз говорю, осознанно или неосознанно поддерживает силы зла.
Вот здесь по-другому нельзя. Здесь пришло время выбора для каждого. Нельзя будет отсидеться. И поэтому вот я еще раз говорю, что я, знаете, с одной стороны была такая непростая встреча с матерями, с женами, а с другой стороны она меня вдохновила, потому что вот я вот именно от тех людей, для которых ситуация сегодня наиболее тяжелая со всех разных точек зрения, получил наибольшую поддержку. Вот. И, безусловно, мы будем делать все, чтобы каждая семья получила поддержку, чтобы они не оставались без внимания. Денежные выплаты, чтобы всем тоже были выплачены, и военнослужащим, которым по указу президента положено, и нашим добровольцам, и тем, кто сейчас частично в мобилизацию попал. Всем будет оказана помощь, причем не только им самим, но и семьям их. И, конечно, уже в последующем мы все равно их не должны оставлять на один там, жизнью. Так? Обязательно эта группа людей будет пользоваться нашей всемирной поддержкой со стороны государства. Алексей Сергеевич, действительно, все жители Якутии, России, да и всего Донбасса ждем победы в специальной операции. 21 сентября президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Здесь поступает очень много вопросов по этому поводу. На сайте «Столетия» поступил, например, вопрос от Ирины из Якутска. Таких вопросов несколько, но вопрос Ирины подходит больше всего, наверное. У меня мобилизовали мужа, мы живем в частном доме, забот много. Алексей Сергеевич, куда мне обратиться, если мне нужна помощь по хозяйству? Я специально просил, чтобы мне вот те вопросы, которые поступили на прямой эфир по мобилизации, отдельно выделили. Их поступило вот по состоянию на 16 часов, когда я последний раз смотрел, свыше 70 вопросов. Вот. По всем ним будем принимать решения. Все они обязательно будут рассмотрены. Там, где нужно оказать помощь, окажем помощь. Там, где люди считают, что призваны люди по ошибке, тоже будем смотреть. Кстати, вот сегодня одна из тех, кто задавала вопрос уже на прямую линию, она сегодня уже на встрече с матерями тоже была, из Кангалас, города Якутска. А что касается вот этого вопроса, конечно же, еще раз повторяю, ни одна семья не должна остаться вне поля зрения нашего. И здесь вопрос не только правительства, здесь в первую очередь, конечно же, должны отработать главы местного самоуправления, потому что у них на руках вся информация, и у них на руках вся информация о составе семей, о их возможностях. И, конечно же, я уверен, что у нас, имея такие ресурсы, как добровольческий штаб, как партию «Единая Россия», которая в ковид тоже очень хорошо с Общенациональным народным фронтом организовала эту работу как раз по добровольчеству, мы обязательно будем помогать, в том числе через вот такие структуры. И, конечно же, я сегодня вот тоже давал задание, чтобы при обращении вот каждой семьи, а таких семей много, со стороны и правительства, и со стороны органов местного самоуправления, всемирная поддержка им оказывалась. Я строго буду за этим следить и контролировать. Алексей Сергеевич, в наш колл-центр уже поступают звонки. Коллеги подсказывают, что вопросы приходят, в том числе и по теме военной службы. Предлагаю подключить к нашей беседе колл-центр на прямой связи со студией мой коллега Евгений Тымыров. Евгений, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Алена. На данный момент в колл-центр поступило 417 звонков. Напомню, номер прямой линии 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, поэтому мы можем одновременно принимать несколько звонков. Кроме того, вопросы можно отправить по WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. Вопросы принимаются на двух языках, на русском и якутском. Наиболее актуальные из них будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам, так что будьте готовы выйти на связь, на прямую связь с главой республики. По данным Центра управления регионом, от жителей республики на прямую линию главы поступило 417 звонков. Наибольшее количество вопросов поступило через чат-бот, их 50%. Вопросы поступили со всех районов республики, но традиционно жители столицы оказались самыми активными, их количество составило 39%. Помимо этого, также большое количество вопросов было зафиксировано от жителей Мирнинского, Нерюнгринского, Хангаласского и Ленского районов. На первом месте вопросы на актуальную сегодня тему – частичная мобилизация. Их 29%. В связи с объявлением в стране частичной мобилизации люди уточняют категорию граждан, подлежащих мобилизации, уточняются о сроках
подготовки, а также куда именно будут направлять жителей Якутии, мобилизованных жителей Якутии. На втором месте вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья. 21%. Жителей волнуют сроки расселения из аварийного жилья, а именно условия получения компенсаций или нового жилья взамен аварийного. Вопросы по аварийному жилью поступили из Якутска, Ленского, Мирнинского, Алекминского, Чураптинского, Татинского, Верхнеколымского и Алданского районов. На третьем месте тема дороги и транспорт, 13%. Жители республики задают вопросы о субсидированных авиаперевозках внутри республики. Также зафиксировано много вопросов касаемо ремонта дорог, в частности сроков ввода и качества выполняемых работ. Вот жители города Якутска, их волнует работа общественного транспорта в столице, а именно несоблюдение движения и большие интервалы. Вот, например, жители Мархи сообщают о несоблюдении графика движения маршрута номер 5 и просят продлить новый маршрут номер 100 до Мархи. На четвертом месте вопросы на тему здравоохранения. В своих сообщениях в главе жители отмечают такие больные темы здравоохранения, как нехватка врачей в райцентрах, а также нехватка нового оборудования в поликлиниках и в больницах улусов. А вот жители столицы жалуются на проблемы записи к врачу в поликлиниках Якутска, нехватка талонов, а также большие очереди. Замыкает топ-5 вопросов тема благоустройства. Жители жалуются на состояние территорий, отсутствие детских площадок, сообщают также необходимости создания новых общественных пространств, а также отмечают несвоевременную уборку территорий. Я сразу передаю слово первому дозвонившемуся. Здравствуйте, вы в эфире. Вы слышите меня? Алло. Алло. Здравствуйте, вы в эфире? Александр Сергеевич, перейдем позже к звонку. Вот сейчас хотелось бы задать... У нас есть звонок? Нет, звонка нету. Перейдем дальше к вопросам. Александр Сергеевич, в этом году мы как никогда много говорили о патриотизме. Мои коллеги подготовили сюжет, в котором якутяне рассказали, что для них все-таки патриотизм и почему так важно прививать детям любовь к своей родине. Давайте посмотрим. Эти ребята дружно поднимают тяжелую доску. Они готовы помочь другу и любому, кто в этом нуждается. Все, одна команда, отряд «Лучик». Современные тимуровцы по зову сердца совершают добрые дела. Сегодня одни убираются у одинокой пенсионерки, другие приводят в порядок родной сквер. Нравится помогать пожилым людям, потому что не у всех есть возможность самому, и они нуждаются в помощи. Интересно. Люблю помогать людям. Для учеников Табагинской школы помощь людям и любовь к родине равнозначны. Отряду «Лучик» уже почти 30 лет, и эстафета добрых дел не прерывается из поколения в поколение. К благоустройству приучаются дети, и следить за порядком, сохранить свое родное село. А это дом Александра Лебедева, патриота Старой Табаги. Его жилище видно издалека. На заборе гордо развиваются знамена. Так можно поддержать патриотический дух, считает Александр Юрьевич. Главное, чтобы память была, чтобы внуки, чтобы дети наши, когда подрастали, они видели, что мы к чему идем, к чему стремимся. Все шире в стране развивается движение юноармейцев. Их уже узнают по особой форме. Более 7 тысяч ребят по всей республике входят в ряды юных армейцев, и с каждым годом количество только растет. Патриотизм и любовь к родине – это быть готовым к всему и быть спортивным человеком, за здоровый образ жизни и знать, что происходит, какие дела в своей стране. Эти юные ребята уже обладают умениями строевой и тактической подготовки и знают цену своим поступкам. Традиционно слет стал центром притяжения энергичных и неравнодушных к родине ребят. Ведь юноармейцы являются олицетворением патриотизма. Здесь собрались десятки юношей и девушек со всех уголков республики. Это движение стало поистине масштабным.
этого учебного года в каждой школе страны неделя начинается с исполнения гимна. Такая практика, уверены педагоги, формирует чувство патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Это мнение разделяют и сами ученики. Государственный гимн является одним из официальных символов Российской Федерации, вызывает гордость и уважение к истории страны. Гордиться Родиной, помнить историю и быть патриотом своей страны. Все эти основы должны закладываться уже с самого рождения. Мы будем Родиной гордиться, ее любить не перестанем. Любовь к родине можно всегда выразить добрыми делами, принося пользу обществу. Этому следуют активисты волонтерского движения «Спецназ добра». У нас одна судьба, одна родина. Мы другого не знаем, и мы должны, и мы обязаны помогать своим людям. Прийти на выручку и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Все это всегда являлось отличительными чертами якутян. Многонациональная республика бережно хранит память о героических поступках предков и делится этими знаниями с потомками, для того, чтобы передать уважение и любовь к Отечеству будущим поколениям. Александр Сергеевич, посмотрев сюжет, сразу приходят в голову слова песни «С чего начинается Родина». Как вы думаете, с чего начинается патриотизм и любовь к своей Родине? Вы знаете, я уверен в том, что патриотизм на самом деле начинается с малого. С любви к своей семье, к своему району, к своему наследию, селу, потом уже к республике, а потом уже дальше это уже любовь к своей великой стране, к нашей России. И вот воспитание этого, воспитание понимания, что на самом деле Родина у человека одна, и она не всегда там, где ему только хорошо, да, в материальном плане, а она именно вот какая она есть, и надо ее принять, и ее надо любить, помогать ей, развивать ее, если надо ее защищать. Вот это то, что, наверное, и называется гражданственностью. И вот это, к сожалению, мы за последние 30 лет очень серьезно утеряли. Где-то напрочь утеряли, вот, в других вот сопредельных странах. Где-то мы смогли этот процесс все-таки начать возрождать, пусть с очень большим таким, знаете, сопротивлением. Но слава Богу, что это все пошло. И сейчас вот вопросы гражданственности, вопросы патриотизма наконец-то ставятся во главу угла. И когда раньше человек говорил, а давайте будем возрождать патриотизм, давайте наших детей будем воспитывать патриотами, на него всегда, знаете, ну, как-то смотрели, шикали. Вот самый простой пример, это вот поднятие флага. 19-й год, мой указ. Так, сколько здесь было пшикания, так разно. Вот потом выяснилось, что 60% всех этих дизлайков и комментариев против этого указа, они пришли из Украины. То есть они уже тогда целенаправленно вот такие меры принимали для того, чтобы воспитание патриотизма в России каким-то образом убить, каким-то образом снизить. Да, и в том числе бить по тем людям, которые продвигают патриотизм как государственную идеологию нашей страны. Но уверен, что в Якутии у них ничего не получится, потому что мы свою землю любим, мы Якутию свою любим, так и понимаем, что Якутия – это часть великой страны, великой России, и вместе с ней мы будем идти только вперед. Александр Сергеевич, у нас есть первый звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, алло. Алло, Итогенна. Мен мамның вопрос так еңгәлем. Военный отряд варагны добровольно. Добровольство әттілерінен төлібіддері қаддақ болар екен. Трактор бұды пауырлардар ду или қаддақ? Дөсі төлдір аваларон, мақтал бапыруған еген. Вот молодой человек задает вопрос, хочу пойти добровольцем на спецоперацию. И какие условия, какая там поддержка социальная, материальная. Хочу сказать, что здесь недавно как раз президент наш выступал, Владимир Владимирович Путин сказал, что будут приняты все решения, по которым статус добровольца будет приравнен к статусу военнослужащего, который действует в зоне специальной военной операции. Уверен, что так и будет. С нашей стороны на добровольцев все те меры поддержки, которые у нас в республике есть для контрактников, они все распространяются. И единовременная выплата есть 200 тысяч рублей, ну и меры социальной поддержки. Сегодня как раз жены добровольцев попросили, чтобы мы на них распространили и те сейчас льготы на детей в первую очередь, которые мы сейчас вводим для частично мобилизованных. Вот. И, конечно, мы, безусловно, это сделаем. Потому что наши добровольцы, они реально герои.
Я хотел бы выразить им огромное уважение, человеческое уважение от имени всех якутян, всем тем добровольцам, которые сейчас, не жалея себя, сражаются там, причем таких очень крайне опасных направлениях боев. Они ведут себя мужественно, героически. Мы уже имеем много случаев, когда реально вот наши бойцы добровольческого отряда проявили себя как очень мужественные люди. И сейчас будет решаться вопрос о представлении их государственным наградам Российской Федерации. Конечно, при этом, что очень тяжело, мы несем потери. Это тоже есть. И вот сегодня была тоже новость о том, что в ходе тяжелых боев на Харьковском направлении есть у нас и погибшие, есть и раненые. Вот. Хотел бы особо отметить командира нашего отряда «Ботор» Александра Кулесова, который вот очень правильно, грамотно руководит, спасает своих солдат, спасает других наших российских военнослужащих, очень правильно, оперативно руководит своим нашим якутским отрядом. Ну и, конечно же, вот на таких людях держится на самом деле и Якутия, и наша Россия. И, конечно, мы обязательно будем их поддерживать. А молодому человеку я тоже хочу выразить большое уважение за принятое решение, если он на самом деле решил идти добровольцем. И хочу ему, конечно, пожелать, чтобы он с честью выполнил свою задачу боевую. Ну и самое главное, чтобы он живой, здоровый вернулся уже домой, сюда, в Якутию. Александр Сергеевич, в сюжете о патриотизме были кадры об исполнении гимнов школы России. Сейчас ваша инициатива масштабирована на всю систему образования, и появилась реализована еще одна инициатива партии «Единая Россия» о ремонте школ. Предлагаю перейти к теме образования. Всего на ремонт школ в 2022-2023 году было выделено около 3 миллиардов рублей. Внимание в первую очередь обратили на школы, которые действительно долгие годы нуждались в обновлении. К примеру, здание школы номер 23 было построено в 1974 году и с тех пор никогда не ремонтировалось. Поэтому к реализации проекта не только учителя, но и родители подошли со всей ответственностью. Они контролируют постоянно ход проведения строительства. Неоднократно собирались здесь, на строительной площадке. Они смотрят, как идет покраска. Дизайн школы полностью сделан родителями. Полностью цвет, выбор раскраски, какие линии будут. Это все мы утверждали вместе с родительским комитетом. С таким же энтузиазмом к ремонту подошли и родители Саха политехнического лицея. Самой большой проблемой учреждения стала прохудившаяся кровля, из-за чего зимой в здании становилось холодно. Обновление требовала и сантехника, а к оснащению столовой претензии имелись даже у Роспотребнадзора. Столовая у нас очень старая, и, конечно, были определенные какие-то замечания, но частичные со стороны по оснащению материально-технической базы со стороны Роспотребнадзора. В этом году, надеюсь, мы все там сделали кафелем и так далее. Школе номер 20 Цейсарского округа уже более 50 лет. Полного капитального ремонта здесь никогда не проводилось. О том, что здание попало в список федерального ремонта, руководство школы узнало под конец прошлого года. Каждый год мы подавали заявки на капитальный ремонт, но вот средств не было для этого. Поэтому весь коллектив педагогический, ученический, родительский, конечно, очень обрадовался тому, что у нас будет этот долгожданный капитальный ремонт. А между тем, программа модернизации школьных систем образования комплексная и подразумевает не только проведение капитального ремонта, но и оснащение современным оборудованием, мебелью, учебниками, а также повышение квалификации учителей и педагогических работников. Только в городе Якутске около миллиарда рублей федеральных средств привлечено, и также 100 миллионов рублей, порядка 100 миллионов рублей из местного бюджета, которые направлены и на закупку оборудования, мебели, на программу по антитеррору, ограждение, видеосигнализации и так далее. Количество отремонтированных образовательных учреждений в этом году считается беспрецедентным за современную историю Якутии. Всего же за 2 года действия программы будет отремонтировано 58 сельских школ в 25 муниципальных образованиях. Это позволит обеспечить комфортные условия обучения для 17 тысяч детей.
Арсений Сергеевич, пока мы смотрели сюжет, на WhatsApp прямой линии также пришло немало вопросов о ремонте в школах. Зачитаю один из них. Начался учебный год, в школах проведены капремонты. Какую оценку вы поставите проделанной работе? Я считаю, что работа проведена очень большая. И на самом деле она проведена качественно, эффективно, главное в срок. Это состоялось благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он дал в прошлом году на съезде партии «Единая Россия», когда он сказал, что мы должны напрячься, так, федеральное правительство, выделить деньги регионам и все-таки проблему капитального ремонта школ, застарелую проблему, сдвинуть с места достаточно серьезно на многие годы вперед. И благодаря этому вот бюджет республики, например, на этот год у нас 2 миллиарда 200 с лишним миллионов рублей пришло из федерального бюджета на ремонт. 38 школ у нас отремонтировано полностью. Капитальный ремонт провел, из них 11 школ города Якутска. Я же сам руководил городом, я прекрасно помню, как мы там копейки выкраивали, участвовали во всех там грантах, конкурсах республиканских, про федеральные тогда даже речи почти не было, так, и вот та же школа, которую Надежда Константиновна Тимофеева возглавляет, Сахаполитехнический лицей. Мы тогда вот как раз участвовали в конкурсе по сейсмоустойчивости, там деньги получили, ремонт фундаментов провели. Ну а я там как раз вот 1 сентября сейчас вместе с ней открывал после капитального ремонта, но это вообще другая школа. Поэтому душа радуется. Я очень рад за школьников, очень рад за педагогов, родителей, что вот благодаря решению президента все регионы страны получили возможность, на самом деле очень серьезно, школы, причем в большом количестве, но реально полностью обновить. Вот я сам, вот не только в городе Якутске, вот каждый район приезжаю, всегда езжу вот смотреть школы. Вот недавно был в Вилюйских районах, в Нюрбинском, Нюрбе, Верхневилюйске, Вилюйске. Там как раз проведен капитальный ремонт школ, построенных в начале, в середине 90-х годов. Тоже преобразились полностью. Ведь правильно говорят, там же не только ремонт, там и полностью закупается оборудование, причем самое современное, самое такое нужное для школ. Но это просто вот огромный подарок, так, для всех школ, и причем не только для каменных. Вот я был в Алекнинском районе, заехал в село Алекнинское, недалеко от города Алекнинска. Я помню, там школа была, знаете, вся вросшая, такая одноэтажная маленькая школа на 90 мест. Ну, казалось бы, что там можно сделать. А нет, очень хороший проведен капитальный ремонт. Подрядчик, там местная компания, выходцы из этого села, они всю эту подняли школу, ее полностью отремонтировали, полностью поменена система теплоснабжения, все обшито красиво, сделано. И вы знаете, самое главное, что они еще сделали, эти ребята, они ремонт, который мы предполагали делать в течение 2 лет, они сделали за 2 года. Но я вот был, у них там работа оставалась на неделю. Я уверен, что сейчас уже закончили. Вот слово дали, сказали: Александр Сергеевич, мы здесь люди не чужие, пусть у нас там фамилии, скажем так, кавказские, так, но мы здесь родились, здесь выросли, на якутском прекрасно говорят, так, и вот обещали сделать, и уверен, что объект уже получился очень хороший, так, и детям такая радость, так, учителя как рады. Вот, говорят, здесь раньше все замерзало, мы-то уже с сентября ходили в куртках, а тут сейчас окна открыты стоят. Да? Поэтому эта программа отличная, и она, главное, и в следующем году будет работать. Хотя, конечно, есть такие, вот, знаете, помарки, скажем так. Вот, не могу не сказать, не все так безоблачно. Вот, например, Сангарская школа, вроде тоже все было сделано, все там согласовывали, все там контролировали. А в итоге почему-то по каким-то причинам кровля оказалась не отремонтирована. Ну, отремонтирована некачественно, достаточно серьезные пробелы. Вот дожди начались, и начал их заливать. Пришлось принимать экстренные меры. Сейчас вот, как мне докладывают, уже все работы закончены. Но вместе с тем, пока дети учатся дистанционно, пока еще Госжилстройнадзор не принял работу. Но можно же было сразу все учесть, все правильно сделать. Понятно же, что если ты внизу хороший ремонт сделаешь, а кровлю не поменяешь, она у тебя там вся протекает, то от этого ремонта ровно через год ничего не останется. Поэтому вот такие случаи неэффективного, скажем так, использования средств, неэффективного планирования, конечно, должны рассматриваться и на уровне непосредственно уже самого района, так, который отвечает за этот вопрос. Ну а если есть необходимость, и надзорные органы, конечно, тоже будут этим заниматься. Александр Сергеевич, есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. 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 Алло.
Вы в эфире. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло, здорово. Здорово. Алло, здорово, Буя жаңыттан житебет, бұрлақ нереге. Все, кепсянец. Попов Илья Николаевич. Мен маңды вопрос тақпын. Бұл отта ұлыстық сайылма аста, оқсайынан, республика үддінен. Тононтон, бұл жаң ұлығар үдді ұлаққан мұтлуық бұл бұдың бары үлі алыр оғыз. Тононтон, үнтірәне ұлыстарға отшымен оттамата, Құрамда болан, ғырғыддерінен адданданы. Ононтон бұл бияққа үйе жаң ұлығар сөйлер бетін қайда қыстата бұд. Онна бұл атын Амурска областан өткәлбәттен етелер. Бұл сөй алығын қайда бұярағыттен вопрос тақын. Оны бұл именно оғытақ сөй үйтен олар көшелерде адресной көмең олы өті доден. Вопрос тақын тоғдетақа бұл көшелер біләт бүкірлі хүдді қорсын бұйын оңыр олар бәйлері сөй үйттен маңны ғырқан кәмге иннатге адресной көмең олара нады құрдық әтәбет. Бұпро міннек. Мақтал болуын бұпроғын еген. Человек дозвонился с Верхоянского района, село Бурулук, одно, которое тоже подверглось в этом году разрушительному такому наводнению летнему. Вся республика помогала, Россия помогала в ликвидации последствий. Слава Богу, вот и восстановление объектов социальной сферы, жилфонда, оно в целом состоялось, выплаты все произведены. Но, конечно же, очень тяжелый ущерб нанесет сельскому хозяйству. В результате вот этого наводнения и затяжных дождей, которые на самом деле вот в Верхоянске, наверное, все лето и не прекращались, так же, как в Кобельском районе, и там у нас заготовлено сено где-то 53% от плана. Ну, вот в этом районе. В целом по республике тоже ситуация далеко такая нехорошая, хотя травостой был неплохой, но все-таки вот эти дожди, они не позволили нам выполнить план в целом, но при этом благодаря вот очень хорошей работе мобильных бригад, которые вовремя были организованы по моему поручению в районах республики, выделило на это деньги правительство, мы все-таки смогли выйти вот на сегодняшний день где-то 85% от плана и по сену, и по сенажу, и по силосу у нас есть. 85% могу сказать, что с этим общим таким республиканским фондом мы зиму, пусть тяжело, но должны пройти. Другой вопрос, что вот абсолютно правильно ставится вопрос, что некоторые районы пострадали сильнее. Вот у кого-то там за 100% заготовлено, например, да? Вот в Хангаласском Улусе было они вот уже за 100% по всем показателям вышли, а вот где-то вот 50%. Конечно, наша задача, и Минсельхоз, и правительство сейчас этим уже вплотную занимаются. Во-первых, мы должны спланировать, из каких районов в эти районы будут перемещаться сено, причем часть сена должна быть перемещена уже до Нового года. И, конечно же, требуется в ряд районов, мы их определили как 8 районов наиболее пострадавших, в том числе вот и Верхоянские, Кобельские. Туда должны быть доставлены концентрированные комбикорма. Единым оператором определен Якутопторг, который будет отвечать вот за закупку комбикормов и доставку их прямо вот до этих районов. Конечно же, когда это будет все доставляться, я отдельно поручение тоже дал, чтобы никоим образом не были обижены личные подсобные хозяйства. А то вот, у некоторых наших чиновников аграрных, да, есть такое в последние годы мнение, что вот мы помогаем только организованным формам хозяйствования, а личные подсобные, они пускай там типа, немножко в стороне. Если что-то останется, поможем. Категорически это не приветствую. Так, более того, осуждаю. Так, мы должны помогать всем поровну. Вот, человек, который в сегодняшних условиях лошадей или коров содержит, он имеет все права на получение помощи от государства. В разной форме, но он обязательно должен эти меры поддержки на себя ощутить. Поэтому вот эти и комбикорма будут в районы поставляться, и сено будут поставляться в особо пострадавшие. Будем следить за тем, чтобы вот личные подсобные хозяйства, они никоим образом не оказались обижены. Будем помогать всем. И уверен, что у нас получится поддержать. Даже вот прошлый год, когда у нас заготовлено сено было гораздо меньше,
Вот, и на самом деле ситуация была гораздо сложнее. Да? Мы не видели у себя внутри республики никаких резервов, и вот были вынуждены покупать далеко за пределами республики сено. В этом году, конечно, уже ситуация все-таки полегче. И уверен, что мы вместе с аграриями республики из ситуации достойно выйдем. Мы привыкли, у нас, знаете, или, я всегда так иногда шучу, у нас или засуха, или наводнение. Да? Третьего у нас, к сожалению, в таком месте живем. Поэтому ничего, обязательно выдержим, вместе пробьемся. Александр Сергеевич, продолжая тему сельского хозяйства, мы видим, что с каждым годом все больше вкладывается в развитие сельского хозяйства. А какой отдачи вы ждете от сельчан? Главная задача, которую должно сельское хозяйство у нас решить в республике, это, конечно, обеспечение продовольственной безопасности. И в этом направлении мы ждем серьезных, ощутимых результатов, которые на себе почувствуют жители республики, на своих столах. Вот. Тут других каких-то моментов быть не может. И с этой точки зрения вот этот год нынешний, он хотя и далеко не простой, но мы видим, что по урожаю овощей, картофеля, аграрии достойно справляются, показатели будут лучше прошлого года. Вот, по другим направлениям где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, вот, но тоже есть хорошие результаты. Ну и, конечно же, я жду все-таки новых каких-то подходов к новым формам, вот, все-таки, чтобы и мы наконец-то занялись переработкой более серьезно, в том числе вот дикоросов, мед, чтобы научились делать сыры, в общем, ту продукцию, которая на рынке востребована и где селяне смогут больше получать доходов от продукции. Вот. На одном мясе и молоке, там, в принципе, норма рентабельности понятная, селяне тоже ограничены будут доходы. А вот если появляются новые формы, я же вижу, там, где научились делать сыры, сразу доходы растут. Вот в Вилюйском районе был, они меня вообще порадовали, там и медом очень профессионально уже несколько лет занимаются. Это, если не ошибаюсь, вот то ли Люкачан, то ли Жимкон, так, уже хорошие есть у них эти результаты. Есть замечательные результаты в Алекнинском районе. Так. Просто это надо масштабировать и все-таки поддерживать людей, которые не просто сидят у государства, просят дай, а вот что-то делают, развивают свое хозяйство. Вот таким людям, честно, знаете, хочется помогать. И учитывая то, что мы за последние годы беспрецедентных уже таких цифр достигли финансирования сельского хозяйства, мы будем и дальше в этом работать. Еще раз говорю, главная наша задача, чтобы на столах у якутян как можно больше было качественной продукции по приемлемым ценам. И мы обязательно этого будем добиваться. Александр Сергеевич мне подсказывает, что готов еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Алло, мы вас слушаем. Что-то со связью. Да. Что-то со связью. Ну ладно, пойдем пока дальше. Я думаю, что все равно жители дозвонятся. Вопрос транспортной доступности один из ключевых для региона. Вот какие задачи будут реализованы по авиаперевозкам? Главная наша задача – это мы должны сделать авиаперевозки безопасными, мы должны сделать их доступными. Вот. Для этого проводится большая работа по нескольким направлениям. Во-первых, благодаря решениям президента и правительства Российской Федерации о поддержке дальневосточной авиакомпании единой, приняты меры по появлению новых субсидируемых рейсов и, в центральные районы страны, да, и скажем так, региональные, и в том числе и с направлениями из Якутии. Причем, когда мы говорим об единой дальневосточной авиакомпании, многие считают, что только «Аврора», но на самом деле у Якутии сегодня соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Аврора», у авиакомпании «Якутия», и значительную часть субсидируемых рейсов как раз в рамках единой дальневосточной авиакомпании выполняет авиакомпания «Якутия». То есть эти деньги поступают к нам в авиакомпанию «Якутия». Это очень правильное, мудрое решение. 25% акций сегодня Якутии принадлежит авиакомпании «Аврора», которая в свою очередь принадлежит уже правительству Российской Федерации и дальневосточным регионам. Мы считаем, что это сотрудничество будет продолжаться дальше. Что касается наших внутрирегиональных перевозок, мы здесь увеличиваем субсидирование, в первую очередь, арктических рейсов. В этой части очень большая работа нами проведена, цифры реально
неплохие, но эту работу надо дальше тоже будет продолжать. Большая работа проводится по реконструкции аэропортов. У нас больше всех аэропортов, наверное, таких, знаете, больших, серьезных по стране, 31 аэропорт. Сейчас по 16 из них в рамках программы модернизации комплексной инфраструктуры российской идет работа по реконструкции и по строительству аэропортов и их восстановлению. В этом году самый большой объект, который должен быть введен, это аэровокзальный комплекс Нерюнгри. В прошлом году мы ввели взлетно-посадочную полосу. В этом году, дай бог, до конца года аэровокзальный комплекс у второго крупнейшего города нашей республики появится. А в следующем году задача, конечно, стоит очень тоже серьезная, непростая. Это окончание, я называю, многострадальной взлетно-посадочной полосы города Якутска. Там, к сожалению, в свое время, 15-16 год, были проектные ошибки, которые затянули весь этот вопрос. Но очень надеемся, что в следующем году все-таки точка будет поставлена. Ну и кроме этого, многие аэропорты сейчас строятся, реконструируются. Мы в Алекнинске были. Так население просто, оно очень радо. Оно говорит, учитывая то, что в этом году выпало как никогда много дождей за последние десятилетия, аэропорт Алекнинска с июля должен был быть окончательно вообще наглухо закрыт. Но в итоге того, что работа была проведена по реконструкции и построена там реально бетонная полоса сейчас в Алекнинске, самолет летает. Я под дождем летал. Так. И это говорит о том, что самые такие трудные, проблемные, скажем так, аэропорты сейчас уже приобретают новую жизнь. Но мы на этом не останавливаемся. Мы сейчас ставим вопрос, чтобы еще 11 аэропортов Республики Саха-Якутия были включены уже в следующую программу. Как раз сейчас приезжал профильный комитет по региональному развитию Совета Федерации. Впервые такая представительная делегация, 8 членов Совета Федерации в общей сложности участвовала в заседании. И они тоже нас поддерживают именно в этой части. Специально ТИКСИ слетали, посмотрели северные наши условия для авиации. Поэтому очень надеюсь, что мы в дальнейшем не будем останавливаться, а будем идти вперед в части реконструкции инфраструктуры для наших аэропортов. Спасибо, Айсен Сергеевич. У нас телефонный звонок. Давайте еще раз попробуем. Алло. Так, у нас сейчас на прямой связи Алданский район, город Томот. Там работает наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, добрый вечер. Вы на связи? Мы на связи. Руслан, мы вас слышим, говорите. Сергеевич, у нас телефонный звонок, давайте еще раз поговорим. Все, поехали? Добрый вечер, студия. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Мы находимся в городе Томоте Алданского района на улице Чехова, где буквально час назад состоялась торжественная церемония вручения ключей от 30 квартир в новом доме, который сдан по программе переселения из аварийного жилья. Люди новоселы уже посмотрели свои комфортные, теплые, светлые квартиры. Многие разошлись, но некоторые, несмотря на ледяной ветер, остались здесь и хотят поблагодарить главу региона и задать ему вопрос. Рядом со мной щеголева Татьяна Семеновна, да. Татьяна Семеновна, ваши впечатления сегодня? Говорите? Да. Сегодня мы сегодня получили ключи от новой квартиры в новом доме. Не волнуйтесь. Так. Хочется сказать большое спасибо за уютную, большое, просторное, комфортное жилье. Для нашей семьи это знаковый подарок. У жителей города Томот есть вопрос. Наш город растет и развивается, и в ближайшие годы он будет отмечать свое 100-летие. И очень хочется видеть его нарядным, красивым, заасфальтированными улицами и дорогами. Спасибо вам. Спасибо большое за теплые слова. Вы знаете, благодарность жителей аварийных домов, которые переселяются в новое жилье, для меня всегда очень, знаете, важна, как для человека, как для руководителя, потому что, конечно же, люди получают абсолютно новый
уже уровень жизни, новое качество жизни. Я знаю, что в Алданском районе у нас огромная программа по переселению аварийного жилья. В том же Тамоте, я точно помню, 233 аварийных дома, которые мы должны в обязательном порядке переселить до конца 2025 года. Часть уже переселена, часть вот переселяется. Рад, что квартиры в доме сданы. Судя, вот если не ошибаюсь, это, по-моему, дома, которые или железные дороги Якутии построили, или это Суховерхов построил, кто-то из них. Так, вот. Очень надеюсь, что эта работа будет продолжаться дальше. Вот в целом в Алданском районе много мы домов строим, непосредственно и в Алдане, в Тамоте. Вот в Верхнем Куранахе я был, мы дом новый вводили. Жительницы там плакали, говорили, что после развала Советского Союза первый вообще объект появляется в Верхнем Куранахе. Вот. Но, конечно же, и вопросы благоустройства вы ставите абсолютно правильно. Потому что людям, конечно, кроме домов сейчас нужны и детские площадки, и спортивные площадки, нужны асфальтированные хорошие проезды. Вообще на Томот мы делаем большую ставку в будущем развитии Алданского района. Я недаром подписал вот указ о развитии Алданского района недавно, где не только вот сам Алдан, но и другие поселки в обязательном порядке будут уже включены и будут развиваться. Конечно, будет развиваться Алданский промышленный кластер. Вот будучи недавно, кстати, в Москве, мы с Вячеславом Анатольевичем Штуровым, вторым президентом нашей республики, очень долго разговаривали про развитие Алданского района и, в частности, Томота. И вот наши планы, они, конечно же, совпадают с теми идеями, которые в свое время Вячеслав Анатольевич выдвигал по развитию Алдана, Южной Якутии. Обязательно будем делать, и при всем вот при этом, еще раз говорю, промышленное развитие, оно должно служить базой того, чтобы жизнь алданцев в первую очередь тоже улучшалась качественно к лучшему, в том числе и вот благоустройство городов и поселков. Большое вам всем спасибо, всего самого хорошего. Спасибо. Александр Сергеевич, но сейчас я предлагаю перейти в колл-центр. Там работает мой коллега Евгений Тайтонов. Евгений, вам слово. С момента включения в прямой эфир за последний час к нам поступило более 100 звонков. Мы также продолжаем принимать на стационарный номер и по WhatsApp на наш номер. Студия. Спасибо, Евгений. Сейчас примем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андреева Евдокия. Я живу по адресу Загорянское шоссе номер 1. Наш двор попал в программу «1000 дворов». Мы этому очень, конечно, рады. Но дело в том, что проблема в том, что отремонтировали только подъездную часть двора, да, а внутренняя часть работы прекратилась. И мы бы хотели узнать, вот, к нам приезжал мэр, да, аж 2 раза, но так ничего не сделано. Вот, Алексей Сергеевич, как быть в такой ситуации? И будут ли завершены работы по нашему двору? Спасибо большое. Спасибо. Я даже примерно понял, о каком дворе вы говорите. Ну, начнем с того, что по программе «1000 дворов Дальнего Востока» у нас в этом году в республике делается 124 двора. В том числе 75 это на территории города Якутска, где мы федеральные деньги, выделенные из республиканского бюджета по моему поручению в рамках программы «Мой двор», и деньги, выделенные уже из бюджета города по решению главы города Евгения Григорьева, все объединили. Вот беспрецедентное количество дворовых территорий в городе Якутске в этом году должно быть сделано. 75. Никогда такого у нас не было. Огромный пласт работы. Рад, что работы в целом, они все идут качественно. Я вот на День города ездил, с Евгением Николаевичем открывали на автодорожную дворовую территорию, так, для нескольких домов сразу. Да и другие несколько раз мы и летом заезжали, смотрели. Качественно, хорошо делается. Уверен, что контроль будет. Ну а что касается Сергеевского шоссе 1, я попрошу Евгения Николаевича съездить, посмотреть. Но, по-моему, там работы-то делаются. Может быть, просто по, знаете, вот в кавычках доброй традиции наших строителей, может быть, там они, как всегда, там не до конца убрались, не до конца дочистили. Может быть, что-то оставили, вот, когда дожди прекратятся. Ну, есть ряд работ, которые могут делаться чуть попозже, да, но просто Евгения Николаевича я попрошу на контроль взять, и чтобы и Сергеевское шоссе 1 было
качественно, красиво, как и другие дворовые территории города Якутска сделаны. Ну и в целом по республике у нас работа это тоже идет неплохо, контролирует это управление архитектуры при главе республики. В целом, еще раз говорю, вот благодаря этому решению у нас преображаются дворовые территории, и это очень важно для людей. Потому что людям сегодня важно не только то, что у них внутри квартир. Дома-то мы хорошие научились строить, да, и не только в Якутске, но и в районных центрах, в других поселках, городах. А вот что он видит, выходя из своего дома, это вот уже большой вопрос. И вот здесь как раз наличие комфортной среды, хороших общественных пространств уже в пешей доступности, дворовых территорий со спортивными, детскими площадками, где и старшее поколение, и младшее, и молодежь может отдохнуть, позаниматься, погулять, оно, конечно, очень важно. И я уверен, что наши города и села будут именно в этом направлении преображаться, становиться лучше, краше. Арсений Сергеевич, зачитаю вам следующий вопрос. Он поступил с сайта «Столетие Республики». В этом году справились с лесными пожарами, а как будет идти работа в следующем году? Еще один вопрос на эту тему. Как вы оцениваете работу самолетов-зондировщиков? Будут ли привлекать их в следующем году? Итоги этого года, они, безусловно, очень положительные. Мы, я считаю, сделали очень правильные выводы из прошлого сезона пожарного. Благодаря решениям президента и правительства страны было увеличено в 5,5 раз финансирование из федерального бюджета, увеличено было финансирование из республиканского бюджета в 2,4 раза. В итоге у нас уже на самой ранней стадии 2,5 миллиарда рублей в бюджете имелось. Раньше эта сумма была в разы меньше. Вот. Это позволило нам в первую очередь увеличить штатную численность авиадесантников, лесопожарных служб наземных, увеличить число часов авиапатрулирования. Закуплено было свыше 160 единиц техники лесопожарной. Это все вот вкупе позволило нам заметно повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки. В первые сутки и во вторые сутки. Более чем практически в 2 раза. В итоге я считаю, что мы смогли вот самый тяжелый месяц, июль, в этом году у нас, кстати говоря, тоже был очень жаркий, температуры были там за 40 градусов по центральным районам, смогли выдержать и, еще раз говорю, не допустить разгорания пожаров, которые в это время появлялись. Хотя количество пожаров было всего лишь в 3 раза меньше, чем в прошлом году, но площадь пройденными пожарами в 14 раз меньше, чем в прошлом году. В 14 раз. И вот мониторинг всей территории страны начал вестись Рослесхозом по лесному фонду с 2017 года. И вот с 2017 года 573 тысячи гектар пройденного огнем в лесах Якутии – это абсолютный минимум. У нас самый минимальный результат. Конечно, хотелось бы, чтобы он и дальше оставался бы таким, если будет возможность еще уменьшить так, но учитывая вот наше огромное пространство, почти 60 миллионов гектаров леса, вот я считаю, что цифра это очень маленькая, и это реальный результат огромной работы, проведенной и здесь в республике, и на уровне муниципалитетов при помощи наших федеральных коллег из Рослесхоза, Министерства природных ресурсов России и при поддержке правительства Российской Федерации. Мы, конечно же, будем делать все, чтобы в дальнейшем тоже это такой позитивный тренд был. Что касается самолетов-зондировщиков, вот по искусственному вызыванию дождей для снижения класса пожарной опасности, они у нас в основном работали в мае и в июне. 114 часов они летали. И вы знаете, вот мы, если смотреть, опять же, кратно смогли снизить количество пожаров, которые возникают в мае и в июне. Обычно же у нас всегда мы этот сезон немножко упускали. В мае-июнь пожары возникали, и они потом постепенно, по чуть-чуть, но разгорались. И в июле, когда вот наступал реально серьезный сезон вот этих наших знаменитых сухих гроз, то, конечно, уже вот это все превращалось уже в огромные пожары. Это сценарии даже не только прошлого года, но и предыдущих лет. Сейчас же в мае и в июне мы, благодаря в том числе вот снижению класса пожарной опасности, реально снизили количество пожаров. Оно в разы, просто в несколько раз, не в 3, а вот в 6-7 раз меньше, чем в прошлом году. И в результате этого в июле, когда уже вот жара пришла, начались сухие грозы, все-таки уже действующих пожаров было минимально, и мы смогли вот те пожары, которые возникли, или быстро локализовать, или вот, в Усмайском районе они разгорелись в очень труднодоступных горных районах, да, или там мы их смогли удержать и потом уже потушить. Арсений Сергеевич, предлагаю взять еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич. Меня зовут Вячеслав, звоним вам из города Нерюнгри. И обращаемся к вам как к последней инстанции. У нас произошла такая ситуация. По адресу Южно-Якутская 36/1 со стороны детской площадки провели ремонтные работы. Но после этого не закопали яму. Мы по этому поводу и в администрацию обращались, и везде, где только можно. Ну, никакой реакции не было. А потом, как узнали, что будет эфир с главой, так все зашевелились. И яму быстренько закопали на сегодняшний день. Но ведь так же нельзя, чтобы все вопросы решались через вас. Можно же и на месте это все решить. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Рад, что уже одно наличие в эфире анонса прямого эфира моего, да, уже на местах людей сподвигает какие-то вопросы решать, уже хорошо, так? Значит, не зря эфир проводим. Ну а если по-серьезному, конечно, вот еще раз говорю, если у нас хронические такие проблемы у строителей, особенности вот таких вопросов, как ремонты улиц ли, дворовых ли территорий, красиво что-то сделали, так, а убраться за собой забыли. Ну вот яму выкопали, что-то, наверное, для чего-то она была нужна, а потом ушли, яму забыли, так. Ну вот хорошо, хоть закопали, но попрошу главу района Романа Николаевича Щегельника все-таки этот вопрос на контроль, с вновь избранным главой городской администрации, гутошником взять, так, ну, нельзя ошибки прошлой администрации опять начинать повторять. Очень надеюсь, что все-таки Нерюнгри, второй крупнейший наш город, качество жизни людей в нем будет значительно все-таки улучшаться благодаря вот слаженной работе городской и районной администрации при поддержке правительства республики. Александр Сергеевич, колл-центр сообщает, что есть еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Александр Сергеевич, ветерана, он Туйгуна, Лаптева Мария Тимофеевна Рентийді. Биги улуспудугар на даллагыты медоборудование компьютерный томограф бербекети бар калыма вактактарына тарттан барга макталбытын директори. Онны мен итигим де маннык. Манны үле юге бебет специалисттер бөдөлө яктырады. Эбетер специально обученный врахтагы специалисттер келен үле яктыра дигени итабы. Мактал. Мактал Мария Тимофеевна вопроган, он эти бу дорога харастовлыгар умар бутилевитен хэнэнихен. Вопрос Марии Тимофеевны заключается в том, что вот по решению реализации национальных проектов по здравоохранению мы закупаем, в том числе уже не только для городских, но и для районных наших больниц, уже такую так называемую тяжелую технику медицинскую, в том числе компьютерный томограф. Вот в прошлом году они у нас появились, например, в Чурапче, там, в Тампонском районе, Усалданском, по-моему, так, еще в других районах. В том числе в этом году появится он в Среднеколымском районе, так как в этом году томограф у нас один покупается, у нас все-таки в этом году больше там рентген-аппаратов, маммограф и так далее, то я вот помню, что он в конце октября в Среднеколымском районе уже должен быть поставлен, и у нас по контрактам в обязательном порядке, конечно, переобучение персонала для работы на таком дорогостоящем, технологически очень таком сложном оборудовании, конечно, предусматривается. Поэтому, Мария Тимофеевна, не беспокойтесь, обязательно ваших специалистов на месте обучат с тем, чтобы население Среднеколымского района, да и не только, наверное, Среднеколымского, но и в целом колымских районах могло пользоваться достижениями современной медицины уже на хорошем уровне. Александр Сергеевич, на сайте «Столетия» также поступает немало вопросов на тему здравоохранения. Здесь пишут из разных районов абсолютно: Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский, есть Оленёкский, Айвено-Бытантайский районы. Вопросы в основном об узких специалистах, просят в основном организовать медицинский десант, особенно не хватает онкологов, офтальмологов и неврологов, пишут. Знаете, такие вопросы регулярно поступают, в том числе и из арктических районов, и даже, знаете, из промышленных районов, так, наших крупных, такие тоже есть желания у людей, чтобы приехала все-таки большая, какая-то комплексная такая бригада из специалистов узкого профиля и помогла провести осмотр
я считаю, вполне обоснованные пожелания. Я попрошу министра здравоохранения Лену Николаевну Афанасьеву, она в последнее как раз время очень плотно этим занимается. И, кстати говоря, много стало таких выездов. Люди благодарят за это, и очень форма хорошая. В том числе, кстати говоря, из-за того, что у нас сейчас появилась и техника, в том числе вот мобильная техника, вот эти на базе КАМАЗов российская, которые позволяют уже таким бригадам выезжать самые отдаленные наши наслега. Я попрошу, что если есть такие вот там конкретные уже адреса, чтобы туда бригады были сформированы, ну и уже как возможность появится, уже выехали, и люди получили квалифицированную медицинскую консультацию. Александр Сергеевич, прошлый год в Якутии был объявлен годом здоровья. Несмотря на существующие проблемы в системе здравоохранения, есть и немало успехов. Но раз мы уж обсуждаем эту тему, предлагаю посмотреть видеосюжет. Это уже не узкие коридоры старого онкодиспансера, не его маленькие операционные. Вот уже 4 года, как онкологический центр временно переехал в здание Якутской городской больницы. Эпоха старого диспансера в бывшем здании общежития осталась в прошлом. Данные образования, либо участки уплотнения показывают, что это железистая ткань, да, это не патологический процесс. На кадрах снимок молочной железы. Рентгенолог изучает результаты, ему в помощь новый маммограф с возможностью одномоментной биопсии. За цикл аппарат делает сразу 30 снимков. Сегодня уже 90% пациенток с диагнозом рака выживают. Еще несколько месяцев и противостоять опасному заболеванию будут помогать стены совершенно нового здания онкодиспансера. Его возводят здесь, в Якутске, на улице Петра Алексеева. Площадь превышает 25 тысяч квадратных метров. Вот планируется в следующем году. Сейчас на объекте завершаются работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций. На верхних этажах мастера-ремонтники укладывают кафель, облицовывают стены. Здание готово почти на 80%. Это стандартная двухместная палата. В каждой палате есть разводка газов индивидуальная. Возле каждой кровати кнопка вызова, индивидуальный туалет, душ. В новом центре появятся самые современные на Дальнем Востоке операционные. В том числе ангиографические. Пациенты с тяжелыми заболеваниями печени смогут получать лечение, не выезжая за пределы региона. И также самое главное, будет развернута молекулярно-биологическая лаборатория, которая позволит нам персонализированный подбор лекарственных препаратов для пациентов. А новое здание кардиоцентра уже открыто. Дела сердечные, как известно, не терпят отлагательств, а потому работать начиная сразу. В операционных рентген-хирургии врачи как никогда близко к сердцу пациента. Интегрирован у нас здесь внутрисосудистый ультразвук. Это помогает нам дифференцировать и ставить более точный диагноз. Поставить диагноз заболевания сердца теперь можно и дистанционно. 50 мобильных телекардиологов уже установлены в отдаленных населенных пунктах. Через систему телеконсультации в Якутии внедряет и раннее лечение инсульта. Вот этого никто в стране не делает. Для офтальмологов удаленность от пациентов теперь тоже не помеха. Этим летом в регионе впервые появился высокотехнологический комплекс на колесах. Автомобиль создан для того, чтобы проводить как первичный прием, так и делать лазерные операции до 3-й категории сложности. Новым словом в медицине становятся и разработанные в Якутии IT-проекты. Развитие инновационных площадок стало еще одним доказательством, что медицина не стоит на месте, а значит идет в ногу со временем, помогая людям. Александр Сергеевич, в Якутии строятся, открываются новые центры, ремонтируются больницы. Если все-таки резюмировать проделанную работу, какие наиболее значимые достижения республиканского здравоохранения вы бы отметили и какие основные приоритеты дальнейшей работы? Конечно же, на мой взгляд, главное достижение нашей якутской медицины за прошлые годы – это то, что мы смогли выдержать натиск ковида. Конечно, были и человеческие потери. Тысячи людей у нас от ковида скончалось. Но в целом, если посмотреть по смертности по России, как оно было, наш регион все-таки в этой части отличается меньшей смертностью, лучшим качеством лечения. Вот. Я считаю, что вот это как раз показатель уровня якутской медицины. Это главное достижение. Конечно же, мы понимаем, что для того, чтобы медицина дальше развивалась, мы должны заниматься укреплением материально-технической базы и подготовкой кадров. С этой точки зрения, вот появление у нас в Якутии крупнейших медицинских центров, реально вот российского, я бы даже сказал, не побоялся этого слова, мирового уровня, вот как в частности кардиологический центр, оно позволяет уже нам здесь на месте решать проблемы людей по целому спектру проблем, которые раньше мы здесь вообще не могли решать. И в лучшем случае часть людей могли отправлять там ведущие
клиники страны, естественно, это уже само по себе уже и деньги для людей, все равно это определенные неудобства, да и не все, к сожалению, могут быть транспортабельны. Вот. Появление же у нас вот такого замечательного кардиологического центра, который реально упакован высокотехнологичным оборудованием мирового класса, оно позволит нам улучшить ситуацию с кардиососудистыми заболеваниями, борьбу с ними в ближайшие годы достаточно значительно. Я уже сейчас получаю массу положительных отзывов от людей, причем самых простых людей, до, скажем так, больших начальников, да, которые, пройдя лечение в нашем кардиодиспансере, реально считают, что благодаря нашим врачам их жизни спасены. Вот это, на самом деле, лучшее, наверное, вот тоже подтверждение высокого уровня якутской медицины. При этом мы понимаем, что останавливаться нельзя, и вот онкологический центр, который, я верю, мы в следующем году сдадим, тоже должен стать очень серьезным таким прорывным инструментом для улучшения качественного борьбы с этой страшной болезнью, с онкологией. У нас тоже, поверьте мне, очень хорошие врачи. Я вот недавно был в Москве, встречался с одним из лучших онкологов мира, директором онкологического центра московского Ходьковым. Он вот был здесь у нас, он говорит, просто, говорит, Александр Сергеевич, вы берегите своих онкологов, обучайте их, поддерживайте их, потому что реально это люди, уровня, вот, говорит, нашего центра, одного из лучших центров страны, говорит, может даже лучше. Вот. И вот кто бы со мной вот из ведущих онкологов страны не встречался, я с ними встречаюсь, потому что для меня вопросы строительства, оснащения и дальнейшей работы онкологического центра тоже очень важны. Я понимаю, что от этого зависит жизни тысяч, может даже десятков тысяч жизней людей. Так? Я сам встречаюсь, с ними разговариваю, консультируюсь, как, что лучше сделать. Вот они все говорят, что врачи у нас отличные. Вот, пожалуйста, вот сделайте так. Именно в развитии нашего онкодиспансера. И я уверен, что мы это обязательно сделаем. Вот, для того, чтобы наш онкологический диспансер получил всю возможную технологическую такую цепочку, которая бы помогала людям здесь излечиваться, уже не выезжая там в другие места. Конечно, останутся ряд операций, которые, к сожалению, мы здесь не сможем сделать, но это все-таки будет такое минимальное количество от общего объема тех операций, которые нужно делать при онкологии. Это вот то, что касается таких наших крупнейших центров. Что касается больничных комплексов в районах, мы тоже здесь впервые за многие годы начали массовое строительство. У нас сейчас, посмотрите, строится в Чорапче больничный комплекс, так, в Итыккёле, строится в Усть-Майском районе, строится в Момском районе, в Хану, так, тоже крупный больничный комплекс. И до конца года будет введен больничный комплекс в Вилюйске. Тоже такой долгострой был, заброшенный практически, стоявший, но сейчас мы возобновили, уже в этом году закончим. И дальше будут строиться другие центры по той программе, которая и в стране у нас есть, и при поддержке республики. Уверен, мы и первичному звену вот на уровне районов, и на уровне наследков строительства ФАПов, и их оснащению, подготовке кадров будем уделять очень большое внимание. Поэтому здравоохранение республики идет вперед. Это очень важно, потому что здоровье людей – это безусловный для нас приоритет. Александр Сергеевич мне подсказывает, что у нас есть звонок из Ленска. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия Тюменцева. Я проживаю в Ленском районе. Являюсь многодетной матерью. Нам, как многодетной семье, положена земля. В земельном отделе администрации нам сообщили, что вместо положенного участка можно получить компенсацию. Вот скажите, пожалуйста, как получить эту компенсацию за землю для многодетных? Спасибо за вопрос. На самом деле крайне такой непростой, потому что по всей республике у нас свыше 30 тысяч многодетных семей, имеющих право на получение таких земельных участков. И, к сожалению, почти что половина из них она еще не получила участки, стоит в очередях. Конечно, самая большая очередь здесь, в городе Якутске, но и в других населенных пунктах, особенно в городах, она имеется. И вот как раз в разговоре с матерями в начале этого года, в рамках как раз обсуждения планов по году матери, они мне предложили, может быть, Алексей Сергеевич, все-таки дать людям возможность выбора, то есть чтобы люди не ждали этот земельный участок, причем он зачастую
И чаще всего бывает вот без инфраструктуры, когда еще газ подведут, там дороги подведут, свет подведут, непонятно. А многим людям, может быть, сегодня были бы нужны деньги, чтобы там, ну, заплатить за ипотеку или какое-то транспортное средство купить. Ну, мало ли у людей многодетных особенностей, разных жизненных обстоятельств. И я тогда дал поручение правительству. Насколько я знаю, они сейчас закон, как мою инициативу главы республики, уже практически согласовали. Очень надеюсь, что они ее внесут, правительство вот сейчас уже ввел туман, и закон этот будет принят уже в этом году с тем, чтобы уже на следующий год ряд семей уже могли претендовать на получение такой выплаты. Предварительно мы на эту тему с председателем правительства Тарасенко и экономическим блоком, и социальным блоком разговаривали, примерно была сумма компенсации 200 тысяч рублей. Вот. Ну, еще раз говорю, вот это пока обсуждается, будет внесено уже в туман, и потом уже по принятии закона, я надеюсь, что суммы будут учитываться в бюджете, и те, кто хочет получить реальные деньги, а не ждать земельный участок, смогут этим воспользоваться. С нами на связи еще один телезритель. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Задавайте вопрос. Алло. Алло. Говорите. Алло. Ус аудантан Гоголева Варвара Петровна тиде. Мен вопросом эти студентларга сыгынна. Варвара Петровна, быста калер. Биһиги олбут орта ана үйрекке үйренет, үһүс курска. Onu ити орта ана үйректер студентларгар бу частный мобилизациянан повестка тие доден хадол кыйгытабыт. Мактал вопросен. Вопрос вот жительницы Усть-Алданского улуса Марии Петровны, он касается опять вопросов частичной мобилизации, и у нее сын учится на 3-м курсе среднего специального учебного заведения, и вот она говорит, ну, боится, могут ли его призвать. Здесь что хочу сказать, вот мы сейчас признательны, что президент страны, для того, чтобы как раз вот такие вопросы снимать, достаточно много решений принимается в эти дни. В том числе выпущен указ президента о том, что студенты очной и очно-заочной формы обучения в государственных высших учебных заведениях и в средних специальных учебных заведениях призываться по частичной мобилизации не будут. Вот. К сожалению, вот хочу сказать, у нас в республике, да и в других субъектах, при проведении вот этого мероприятия по частичной мобилизации допущен ряд ошибок. Так, на местах военкоматами люди об этом прекрасно знают, и вы знаете, призывались многодетные отцы, призывались студенты, призывались люди, у которых были хронические заболевания, даже опасные для жизни. Вот. Ну, есть еще ряд других таких нарушений, которые выявляются сейчас. Вот. Мы, наверное, одними из первых в стране начали об этом открыто говорить, ставить вопрос, и многие возвращают. Ну, вот свыше 120 уже возвращается. Мы сейчас вот здесь на уровне уже фильтров, которые по моему поручению созданы в улусах и в республиканском сборном пункте тоже начинаем уже людей возвращать. Более того, вот уже работает сейчас на республиканском сборном пункте такая, знаете, предварительная медицинская комиссия, которая тоже вот по медицинским показаниям с людьми разговаривает. И если есть необходимость, уже, когда люди документы уже доносят, да, людей уже отпускают. Вот. Ну и вот в том числе вот сегодня мне мать одна говорила, что у нее ребенок вроде бы уже поступил в СУС, уже зачислен, так, но бумага пришла позже, а его уже успели забрать. Мы, конечно, сейчас будем разбираться, если такой случай есть, я уверен, мы вернем молодого человека из воинской части. Вот. Очень хорошо, что вот после поручений президента и министра обороны нашей страны Сергея Кужугетовича Шойгу часть руководства военного
округа нашего Восточного тоже очень хорошо реагирует на наши запросы, помогает нам для того, чтобы никаких нарушений здесь не было. Вот. И у нас штаб создан, он работает на базе Общественной палаты нашей республики. Мы туда привлекли и народных депутатов, и общественников, так, для того, чтобы вот призыв на частичную мобилизацию все-таки у нас проходил без нарушений. Ну, если я вот сегодня матерям тоже говорил, и здесь в прямом эфире могу сказать, если есть какие-то такие, ну, люди считают вопиющие случаи, можете мне писать, так, прямо мой адрес, все равно это обрабатывается достаточно быстро, и мы потом вопросы решаем. Ну и главное, сейчас кнопка 122 по этому телефону по всей стране, вот как раз вопросы, связанные с частичной мобилизацией, это приоритет. Каждый день поступают туда сотни вопросов, самых разных, касающихся не только вот самого призыва, но и снабжения, там, других каких-то нюансов, сохранения заработной платы, сохранения рабочего места, ипотечных каникул, предпринимательской деятельности. Очень много вопросов, на которые, знаете, нет общестрановых ответов пока. Вот сегодня вы задавали вопросы, например, по кредитным каникулам для тех, кого призывают. Вроде бы как по крупным банкам, по всем пошла команда все-таки, ну, принимать это к действию. И если человек с кредитом уходит, то ему предоставлять кредитные каникулы. И Сбербанк подтверждает, и по нашему региональному банку такие тоже поручения даны. Но что делать, если кредит не на мужа, а на жене? Вот, тоже вопрос такой, вроде бы очевидный, да, его решение, но опять же, пока инструкции с Центробанка и рекомендаций нету, банки сидят и руками разводят. Значит, надо работать. То же самое по предпринимателям. Так, многие предприниматели, вот, индивидуальные, выполняя свой долг, реально сразу ушли, так, там только успели печати отдать, так, своих организаций, своим семьям, так, но доверенности не оформлено, бумаг не оформлено, так, но этим же тоже надо заниматься. И здесь тоже нужны общестрановые решения. Здесь решений главы республики может оказаться мало. Поэтому будем здесь взаимодействовать, работать для того, чтобы весь спектр этих вопросов решался в пользу наших граждан. Ну и, конечно, вот еще раз повторюсь, очень много фейков ходит по частичной мобилизации. Я сам вот возмущаюсь и все равно в прямом эфире скажу. Ну вот первый день и начинают писать из Верхоянского района, призвано там свыше 100 человек, поселки называют, там 50 человек оттуда, 30 человек оттуда, там 20 человек оттуда. Ну и сразу шум стоит, там по всей Арктике призывают людей. Из арктических районов у нас призвано где 10, где 20, максимум 30 человек. Вот со всех районов. Так? Вот самый большой это вот как раз Аймеконский, например, 32 человека. Ну и то он промышленный так, район. Вот, а фейки разгоняют и там вплоть до Госдумы, там, вплоть до различных масс-медиа федеральных. Вот, ну зачем так делать-то? Вот это все делается для того, чтобы посеять вот панику, посеять смуту. И хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятие по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались, мы в день по несколько раз сейчас встречаемся, проводим совещания, но есть уверенность, что уже где-то среда-четверг у нас в основном мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будут закончены. Есть ряд районов, по которым уже частичная мобилизация, план уже выполнен, и оттуда уже люди сейчас уже не призываются. Айсен Сергеевич, в республике ежегодно строятся сотни километров автомобильных дорог, строятся автомобильные мосты. В этом году сдается крупный объект, это дорога Нижний Бестях-Чурапча. Местные жители уже оценили дорогу, и один из блогеров, Эдвард Хамус, снял видео. Давайте посмотрим отрывок этого видео. Сейчас мы находимся на границе Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов. Смотрите, какие тут работы ведутся. Заасфальтировали буквально все, начиная от Нижнего Бестяха до самой Чурапчи. Дорога прям шикарная, как раз подходит для нашей машины маленькой. Это у нас страдали, да, из-за того, что дороги плохие были. Летом нам вообще невозможно было ездить, а сейчас вот берешь такую маленькую машину и поехал. Все нормально. Спасибо тем, кто делает эту дорогу. Действительно отличная дорога, Айсен Сергеевич. Я вот как раз недавно съездил в Аймеконский район, как раз проехал по этой трассе и был приятно удивлен, вспоминая, какая действительно тогда была трасса и что сейчас. Да, вот скоро будет открытие этого объекта. Как вы оцениваете вообще строительство всех дорог в республике? Вы знаете, вот дороги это то, что вот как раз для нашей республики, наверное, одна из самых главных таких проявлений
развития. Потому что дороги соединяют наши населенные пункты, расстояние между нашими населенными пунктами просто огромное, с учетом огромности всей нашей республики, да, размеров ее. И, конечно, наличие хороших, качественных дорог повышает, реально вот повышает уровень жизни людей. Дорога на Чурапчу, федеральная дорога Колыма, это, конечно, тоже такая печально известная дорога была, качество ее было очень низким многие годы. Мы с Егором Афанасьевичем Борисовым, с тех пор, как он был председателем правительства, потом президентом, много раз по ней ездили все время. Вот, Егор Афанасьевич мечтал, что вот в Чурапчу пройдет дорога. Ну, вот очень рад, что его мечта, мечта тысяч чурапчинцев, да и мечта всех якутян, наверное, вот как раз уже реализуется. И асфальт уже пришел, почти уже, ну, можно сказать, пришел в Чурапчу в эти дни. В ближайшие недели будет ее торжественное открытие. Но у нас строится не только эта дорога. Строится федеральная дорога Лена. Огромный тоже пласт работы там идет. И буквально к концу 2024 года вся дорога Лена по территории Республики Саха-Якутия будет в асфальте. Огромный пласт работы идет по дороге Вилюй. Так, мы видим, как преображаются региональные дороги. Да вот даже взять под Якутском, да, вот сейчас вот объездной на Даркалах, на тех участках, почти до Сырдаха, прекрасная, замечательная, уже по 2 полосы в каждую сторону, уже категорированная дорога построена. Так, мы ее будем сдавать 30 числа в рамках коллегии Росавтодора, которая у нас здесь пройдет в Якутске. В целом за последние 3 года у нас так сделано, отремонтировано, построено, реконструировано свыше 1500 километров дорог. Никогда в республике таких темпов не было. Это просто, ну, задуматься, да, по 500 километров дорог в Якутии, раньше об этом мы не мечтали. Вот сейчас, последние 3 года, мы идем в график свыше 500. Сделан, построен 21 мостовой переход. Вот, в том числе в этом году, вот, например, через Аллахюнь построили 332 метра дорога. Мост. Замечательный мост. Мы помним, что раньше там вот Солнечный, Югоренок, они были отрезаны всегда. Так? Мост был такой аварийный. Были серьезные ограничения, а сейчас прекрасный, замечательный, современный мост. Поэтому дороги будут строиться, дороги будут идти вперед. План следующего года у нас не меньше, мы также его планируем. Ну и, конечно, по городу Якутску тоже своя программа есть, она реализуется. Многие улицы пригородов сделаны, центральные улицы делаются. Так, и уверен, что вот эти все работы, они, конечно же, будут делаться качественно, будут делаться в срок и будут служить многие десятилетия для наших жителей. Александр Сергеевич, количество звонков на прямую линию увеличивается. Операторы продолжают принимать вопросы от зрителей. Сейчас передаем слово нашему колл-центру. Да-да, говорите, пожалуйста. Алло, есть звонок, говорят. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Новарского УСа села Ерункаяса, Евдокия Афанасьевна. У меня такой вопрос. Хочу отправить дочку в международную арктическую школу в город Якутск. Хотела узнать, что для этого надо, с какого класса можно отправить, есть ли все целевые места для Арктики и по каким критериям принимать в общем в эту школу. Спасибо за вопрос. Наверное, сильно подробно все-таки не смогу ответить, так как это, директору школы, наверное, лучше задавать, но сам я являюсь председателем попечительского совета, поэтому кое-что знаю. Так. Во-первых, конечно же, в эту школу мы квоту для детей Арктики сделали. Так, поэтому у нас сегодня 3 группы детей сдают экзамены для поступления в международную арктическую школу. Это те, кто проживает в городе Якутске и в Жатае. Одна категория, вторая – это жители остальных районов, и третья – это жители арктических районов республики. Вот. Конечно, качество обучения арктической школы оно высокое. Мы вот по тем уже результатам, которые сегодня есть у тех, кто заканчивает, вы же помните, мы совсем недавно эту школу открыли, видим, что хорошие результаты, хорошее поступление, в основном центральные вузы сдают ЕГЭ очень неплохо, так, по сравнению в среднем по республике, да и по стране. В этом году мы в 7 класс, вот пропорция где-то какая была, 50 с лишним детей было принято, и где-то 5-я часть это дети, которые из арктических районов.
Вот, там своя система приема есть, там сначала сдают экзамены те, кто в подготовительной школе у них учится, а потом уже как бы, ну, свободный конкурс. Да? Но и то он, еще раз говорю, делится для 3 категорий. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок учился в артиллерийской школе, ну, пусть готовится, сдает экзамены и поступает, желаю ей успеха. У нас есть очередной звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, говорите. Здравствуйте, Петр Алексеев, студент Нюрбинского района, учусь в УФУ, в этом году заканчиваю. У меня вопрос, готов пойти работать в любой район, есть ли в нашем государстве промышленных предприятий меры поддержки, программы обеспечения молодых специалистов жильем? Спасибо. Рад, что вы уже вот успешно заканчиваете вуз, готовы идти на производство. Вы знаете, вот последние годы у большинства наших промышленных компаний появились уже хорошие жилищные программы для молодежи. Особо хочу выделить несколько компаний, например, вот Колмар, да, в Нерюнгре. Они уже не только там общежитие предоставляют, но уже целый вот квартал строится, квартал Р, в котором будут жить сотрудники Колмара, в том числе для молодых специалистов. Они как раз хотят привлечь механизмы арендного жилья, механизмы хотят привлечь, может быть, если есть желание у людей молодых, льготные ипотеки для того, чтобы в современном квартале как раз уже работники Колмара уже с молодых лет, скажем так, уже жили. Да? Неплохие программы у Алросы. Насколько я знаю, у них там есть и компенсация арендного жилья для молодых специалистов. Вот по ряду таких специальностей есть и общежития, малосемейки есть. Что касается других компаний республиканских, например, вот я могу Сахатранснефтегаз выделить, у них тоже есть хорошие программы и по строительству жилья, и по помощи молодым специалистам. В целом, вот хочу еще раз подчеркнуть, что вот компании, крупные компании, работающие на территории Якутии, они сейчас уже понимают, что для того, чтобы хороших специалистов завлечь на свои предприятия, да, они должны им что-то предоставить. Не просто вот там бараки, как это раньше было, да, уже хорошее, даже если вахтовое, это должно быть хорошее комфортабельное жилье. Вот сейчас Эльгуголь на Эльгинском месторождении строит просто замечательный вахтовый поселок. Специальный аэродром строит, да, чтобы самолеты могли туда прилетать. Поэтому эту работу мы тоже смотрим, контролируем. Ну и, конечно, вот наша программа «Местные кадры в промышленность», она для именно того и существует, чтобы как раз как можно больше молодых людей из Якутии поступало на работу в промышленные компании, ну и пользовалась всеми этими возможностями, которые они предоставляют для их, в том числе вот такого благополучия для их роста. Александр Сергеевич, вопросы, сообщения поступают и в чат-бот телеграм-канала «Прямой линии». Зачитаю один из них. Сообщение из Удачного. Ирина спрашивает, кому сейчас нужны алмазы, что будет с Алросой в таких условиях. У нас в Удачном больше работать негде. Александр Сергеевич, как вы могли ответить на этот вопрос? Ну, наверное, это связано с тем, что у людей беспокойство связано с тем, что против компании Алроса Соединенными Штатами Америки введены беспрецедентные санкции, самые серьезные, которые они могут ввести. Сейчас тоже они ведут речь о продолжении этих санкций уже со стороны других стран. В целом хочу сказать, что компания работает стабильно, свои все социальные обязательства выполняет. Более того, в этом году мы уже официально объявили, и работа сейчас началась, о старте строительства нового рудника на карьере «Мир», на месторождении «Мир». Ну, помните, в 2017 году произошла трагедия, рудник был затоплен, сейчас начинается строительство нового рудника. Огромный глобальный проект, он будет реализовываться в течение 10 лет. И, конечно, его реализация позволит компании «Алроса», позволит городу Мирному еще долгие-долгие десятилетия быть такой алмазной столицей нашей страны. И мы благодарны правительству Российской Федерации за то, что нас поддержали, меня и руководство компании в этом предложении. Решение принято на самом верху, и еще раз хочу сказать, что все решения уже приняты, мы идем вперед. Ну а санкции, вводят они их, и вводят так... Это, как говорится, их желание. Так, нам как-то... Но предприятиям вообще удалось адаптироваться, и перспективы какие в нашей промышленности в целом? Вы знаете, я не буду говорить здесь, что нам очень легко. Так, достаточно много проблем, связанных с поставками, связанных с продажами.
с оборотом финансов, но адаптируется. Я считаю, что в целом экономика адаптировалась, основные наши крупные предприятия. Проблемы есть, но мы их решаем. Так, мы одна большая команда республики, и вот я с руководством и акционерами всех крупнейших компаний, которые работают у нас в Якутии, начиная там от «Газпрома», энергетиков, угольщиков, золотодобывающих компаний, конечно же, вот наших нефтедобывающих компаний, алмазных компаний, нахожусь не то что там в еженедельном, практически в ежедневном контакте. Мы решаем совместно все наши вопросы. И вот как раз результатом этой нашей совместной работы является то, что несмотря на все вот эти санкции, несмотря на все проблемы, экономика, промышленность Якутии за первые 8 месяцев этого года выросла на 13 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. А прошлый год у нас был самым успешным за последние 30 лет. И мы выросли к нему еще на 13%. Это 5-й результат в стране. Но это, знаете, очень дорого стоит. И мы сегодня реально стали вот 5-м регионом в стране уже по добыче экспорту полезных ископаемых. Но еще больше я горжусь тем, что Якутия по прошлому году заняла 9-е место по экспорту IT-услуг в России. Это еще лучшее достижение. Уверен, что мы, несмотря на все эти проблемы, будем и дальше работать в этой отрасли. Александр Сергеевич, продолжая тему санкций, не могу не спросить, в отношении вас были введены санкции Великобританией, Канадой. Ощущаете ли их? Нет, я их абсолютно не ощущаю. Ну, ввели и ввели, я еще раз говорю, да, к этому мы давно уже относимся достаточно философски. Вот единственное, что из-за меня страдают другие якутяне. Мне точно сказали, что вот люди, инициалы которых совпадают с моим, Николаев А.С., ну, вот пару случаев было, когда у них платежи на вот эти страны не могли пройти. Ну, не знаю, какие-то у них там были платежи, может быть, там интернет-торговля или что, но им отказывали в связи с тем, что вы находитесь в санкционных списках. Приношу здесь свои извинения, что я еще могу сделать. По поводу рабочих мест, и вы сейчас упомянули про IT-сферу, да, вот с началом введения санкций мы начали наблюдать, как ведут себя сотрудники IT-профессии, да, они сначала начали уезжать из страны, потом возвращаться, сейчас ими заинтересованы многие другие страны. Что мы делаем для того, чтобы сохранить IT-специалистов в Якутии? Вы знаете, вот IT-отрасль, конечно же, одна из наиболее пострадавших отраслей из-за санкций. И вопрос не в том, что вот эти ребята хотят уехать там, и так далее, как многие это пытаются представить. Они уезжают-то в основном из-за того, что у них резко сужается, сузился сегодня рынок продаж. Вот эти все Apple Store, Google Play, они просто запретили продажу российских программ, российских, например, тех же компьютерных игр на своих площадках. Только иностранные компании. Ну и понятное желание хозяев бизнеса для того, чтобы дальше работать, они бизнесы переводят. Это не только в Якутии, это и в других регионах страны. Конечно, с этим надо бороться. Мы об этом и с премьер-министром страны уже говорили, о тех мерах, которые позволят на уровне страны этот вопрос решить. Рад, что уже Михаил Владимирович, как я понимаю, в этом вопросе уже поручение дал, работа началась. Уверен, что здесь у нас альтернатива появится. Вот. А что касается решений, которые мы приняли здесь на уровне республики, конечно же, мы обнулили арендные платежи для всех резидентов IT-парка до конца этого года. Они вообще арендную плату не платят. Мы выделили средства для маленьких IT-компаний, для того, чтобы они могли выплачивать заработную плату, то есть субсидировали им часть заработной платы. И 130 сотрудников IT-компаний в первом полугодии, точнее не в первом полугодии, а вот первые 6 месяцев уже получали заработную плату, в том числе при поддержке правительства республики. И эту программу мы продолжим еще до конца года. Вот. В целом, я считаю, что многие IT-компании наши достаточно хорошо уже пережили вот этот удар. Да? Сейчас у них ряд уже программных продуктов новых появляется. Ну и вот я как глава региона считаю, что вот одна из таких моих задач — это продвигать наши товары на рынке. Рынки, в том числе российские. Вот недаром вот мы презентовали наши медицинские IT, скажем так, технологии Михаилу Владимировичу Мишустину для того, чтобы они были уже востребованы на уровне всего российского здравоохранения.
Часть была также представлена и по Министерству культуры Российской Федерации, по Министерству просвещения. Очень надеюсь, что эти проекты в дальнейшем получат такую же, знаете, поддержку на уровне государства, как те программы, которые могут работать для развития вот этих отраслей в российском масштабе. Ну а это уже, само собой, понятно, уже и финансовые поступления, и дальнейшее развитие наших якутских компаний. Поэтому в этой части мы будем дальше работать. Вот недавно я в Татарстан к Рустаму Нургалиевичу Миниханову летал, нашему старшему товарищу, президенту Татарстана, тоже обсуждали дальнейшие совместные проекты, в том числе и наших IT-компаний. Айсен Сергеевич, следующий вопрос из чат-бота. Уже по поводу малого и среднего бизнеса. Как вы оцениваете эффективность существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса в Якутии и будут ли продлены действия мер поддержки на 2023 год? Очень часто мне последний месяц задают этот вопрос. Знаете, мы в Якутии приняли одними из самых первых ряд мер по поддержке малого бизнеса. Когда вот в марте начались серьезные проблемы, когда, вот помните, там цены начали резко скакать, когда ажиотажный спрос был, а это же совпало еще с периодом весеннего завоза, и тогда очень оперативно мною были приняты ряд решений, даны ряд поручений правительству о выделении финансовых средств для помощи малому бизнесу, для как раз организации вот этого весеннего завоза. Хорошо отработали, все молодцы, я и правительство тогда похвалил, и бизнес похвалил, транспортников, партнеров наших за то, что мы смогли объединиться и в кратчайшие сроки, на самом деле, абсолютно нетривиальную задачу успешно решить. И недаром, вот как оценивают те же органы статистики, рост цен по Якутии был наименьшим из субъектов Дальнего Востока. Но мы же на этом не ограничились, мы же еще приняли ряд таких очень серьезных мер по снижению налоговой нагрузки. Были, честно скажу, очень большие споры в правительстве. И мне пришлось практически в приказном порядке продавить это решение, чтобы налоги были сокращены по системе, по УСН. Там доходы минус расходы до 5%, а доходы до 1%. Так? Это самые низкие ставки в нашей стране. Ниже нас никого нету, потому что это минимальные, которые законом можно установить. С нами только один субъект — Дагестан. Вот в двух субъектах Российской Федерации существует такая минимальная нагрузка. При этом, конечно же, мы подвергаемся и определенной критике со стороны органов местного самоуправления, правительства, да, что совсем низкие ставки установили, а типа мы там деньги теряем. Но при этом, если смотреть результаты первого полугодия, то поступления в бюджет от малого бизнеса, они выросли. В том числе в органы местного самоуправления. Выросли, и выросли не на 1-2%, они выросли на 36%. Вот недавно у нас тоже была очередная дискуссия во время Восточного экономического форума. Мы обсуждали этот вопрос и с представителями федеральных министерств, и с нашими министерствами, с главой города Якутска. Есть понимание, что, конечно, надо будет постепенно их поднимать, но вот я считаю, что постепенно, по чуть-чуть надо поднимать. Да? Есть же желающие сразу их вернуть обратно, да, как было. Но я уверен, что мы все-таки должны понимать, что ситуация сейчас далеко не простая. Вот. Хотя, конечно, и бюджету нужна поддержка, в том числе со стороны малого бизнеса. Да? Но в то же время я понимаю прекрасно, что малый бизнес несет очень серьезную такую еще и социальную нагрузку в виде занятости. Ведь малый бизнес, я, например, считаю, для нашей республики в первую очередь он важен как та отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч людей, которые, несмотря на все сложности, выплачивают заработную плату. И я им очень признателен в этих условиях, тяжелых условиях, непростых условиях, они работают достойно. Конечно, разные моменты есть, но, еще раз говорю, я малый бизнес всегда поддерживал, буду поддерживать. И вот когда вы говорите о продлении мер поддержки, вопрос зачитали, я понимаю, о чем хотят спросить предприниматели. И еще раз говорю, я все-таки, наверное, буду правительство убедить, что нужно поддержать малый бизнес. Все-таки не время пока так ускоренными темпами поднимать на них налоговую нагрузку. Айсен Сергеевич, следующий вопрос из WhatsApp. Вопрос, думаю, интересует многих горожан. Айсен Сергеевич, вам не кажется, что проспект Ленина ремонтируется слишком долго? Отправила Сарглана из Якутска. Уверен, что этот вопрос интересует всех жителей города Якутска. Меня в том числе, так, Евгений Николаевич
боюсь, скоро уже трубку перестанет поднимать. Я ему в день иногда по 2 раза звоню из как раз улично-дорожной сети. Ну, вот по Чернышевского все время тоже звонил. Но Чернышевского вроде бы как открыли, так, с сегодняшнего дня. По проспекту там ситуация какая? В ходе ремонта все-таки там разные моменты выявляются, в том числе растепление грунтов и так далее, ну, технические моменты по ремонту, но до 10, ну, край 15 октября асфальт по всей улице, ну, вот первой ее части, от Кулаковского до Дзержинского, он должен быть положен. Все, это вот точно, это не обсуждается. Ну, я все-таки надеюсь, 10 октября, да, хотя там Евгений Николаевич осторожничает, говорит 15, ну, очень надеюсь, что 10. Вот, но этим же дело не ограничивается. Мы же должны потом поставить светофоры, так установить линии освещения как раз вот на этом участке. Они же все были демонтированы. Плюс к этому работа идет по тротуарной схеме. Да? Поэтому, скорее всего, что будет? Да? Я как человек, который этими вопросами занимался, ну, как сейчас обсуждают, вижу, что как только закончится асфальтирование, откроется проезд по Октябрьской и по Кирово. Сквозной. Ну, вот сейчас же он закрыт, из-за этого же вот эти все страшные пробки в последнее время возникли. Этот проезд будет открыт. Как только будут светофоры поставлены, как только уличное освещение появится, начнет уже вводиться сам весь проспект. Но это, наверное, все-таки я здесь никого подгонять не хочу. Надо делать, чтобы все было сделано качественно, с умом, да, не так, чтобы там через месяц опять все там демонтировать, рыть по новой. Ну, где-то это, наверное, начало ноября. Поэтому, ну, вот такие сроки. Я здесь считаю, что руководство города, конечно, этот вопрос надо просто взять на ежедневный контроль. Но мало того, об этом надо людей информировать. Мы все понимаем, что ремонт нужен. Я сам был главой города Якутска, все время мечтал, когда-нибудь кто-нибудь вот весь проспект по новой хорошо сделает. Ну, хорошо, что это уже вот в эти годы делается. Но при этом мы, конечно, хотим, чтобы вот эти все неудобства были оправданы, чтобы мы получили современный, красивый проспект, достойный столицы Республики Саха-Якутия, и никак иначе. Арсений Сергеевич, в этом году Якутия отмечает не только 100-летие республики, но и 55-летие с начала газификации. Это важное направление для нашего региона. Наши коллеги подготовили сюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Но эту зиму мы перенесли очень тяжело. До того тяжело, что у нас даже печка бедненькая не выдержала. На протяжении 12 лет ежедневно Татьяна вместе с мужем поддерживали тепло в доме через этот котел. По словам пенсионерки, за одну зиму только на дрова и уголь уходило более 70 тысяч рублей. В этом году мечта всех семей, проживающих по улице Московская в микрорайоне Марха, наконец осуществится. В октябре в каждом доме будет газ. Вначале нам сообщили, что будет газ. Многие не верили, конечно, ну как-то оптимистично старались подходить, радовались. Ну прямо тоже день-ночь не спим, все ждем, но когда же позвонят. Позвонили наконец, торжественно, прямо праздник был у всех, как будто уже газ дали. А это стало возможным благодаря масштабной федеральной программе социальной газификации, которая была начата президентом страны Владимиром Путиным. По всей республике от граждан поступило более 8,5 тысяч заявок на догазификацию. Из них переведены в договора уже около 5 тысяч. В прошлом году в рамках программы газ был введен в 300 домах. В текущем году предполагалось строительство более 2000 газопроводов-вводов. Однако на сегодня план перевыполнен. Уже построено 2400 вводов. Это 122% от изначального плана. Село Битайдах Мегино-Кангаласского района полностью газифицировано. Завершен второй этап строительства внутрипоселковых газовых сетей. Это первый наследник в районе, который вступил в программу социальной газификации. Сегодня уже газ запущен в 150 домов. К 220 земельным участкам села подведены газопроводы-вводы. Таким образом созданы все условия для полной газификации Битайдаха. Весной этого года состоялось историческое для газовой промышленности мероприятие. Был дан старт третьей нитки магистрального газопровода Кызыл-Сыр 84 километр. Реализация данного проекта позволит кратно повысить надежность энергосистемы и газоснабжения всей Якутии. После того, как в 2024 году газопровод будет завершен, мы получим в центральной части Якутии, в заречной группе районов, возможность подключать уже большее количество жилых домов, социальных объектов, промышленных объектов.
Тем временем пролегание по территории Якутии магистрального газопровода «Сила Сибири» открыло возможности для газификации юга республики. Для этих целей утверждена совместная с «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Туда вошли 21 населенный пункт Алекминского, Ленского, Алданского и Нюрнгринского районов, расположенных вдоль «Силы Сибири». Общая протяженность планируемых строительству газопроводов – 543 километра. Количество газифицируемых домовладений – более 5000 единиц. Александр Сергеевич, вот мы посмотрели сюжет. Как в целом оцените темпы по газификации у нас в республике? Газификация нашей республики, которая была начата еще в период нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, потом постепенно увеличивалась, сейчас приобретает новое дыхание. Вот сейчас как раз сказали про «Силу Сибири», газопровод, который построен «Газпромом», и благодаря решению президента сейчас вот 21 поселок мы уже включили в программу. Это большое достижение, и газификация реально уже у них практически уже начинается, можно сказать. По ряду наследов, надеемся, может уже в этом году работа начнется. По крайней мере, проектно-сметная документация сделана, госэкспертиза уже пройдена. Более того, мы ставим сейчас вопрос, чтобы еще ряд населенных пунктов, в первую очередь Ленского района, которые примыкают как раз к трубе газовой, которая сейчас строится с Ковыткинского месторождения до ЧНД, и которая должна включиться в «Силу Сибири», вот, и к ней, которые примыкают, они тоже были газифицированы. И недавно, будучи на Международном газовом форуме, я встречался с руководством «Газпрома», мы провели ряд таких серьезных переговоров. Эта идея поддержана, мы надеемся, что будет уже соглашение заключено. Ну и, конечно, я очень рад, что «Газпром» все-таки сейчас уже принципиально согласие дал. Мы надеемся, договора уже будут тоже скоро подписаны о том, чтобы Сахатранснефтегаз стал у них региональным оператором по этой программе. То есть, чтобы не сам «Газпром», структура огромная, так, пока вот начнет двигаться, может много времени пройти, чтобы мы здесь уже, как операторы «Газпрома», вот вдоль «Силы Сибири» начали населенные пункты уже газифицировать. У Сахатранснефтегазе есть прекрасные компетенции, есть желание работать, есть возможности, поддержка со стороны республики, и я уверен, что это у нас получится. Что касается социальной догазификации, замечательный проект, он реализуется по всей стране, находится на контроле партии «Единая Россия». Вы знаете, я даже вот поправлю ваших коллег, здесь у них вышло, что 2400 уже в этом году, там газопровод отводов к домам сделан, да? Уже больше 2900. У меня вот на моем iPad есть несколько таких программ, которые я постоянно смотрю. Летом это обычно вот лесные пожары, вопросы, связанные со стройками. Но и вот у меня социальная газификация, я практически ее каждый день смотрю, 2901 на сегодняшнее утро. Вот. Это говорит о том, что темпы очень высокие, потребность у людей очень высокая. И это же прекрасное решение, когда у людей появляется, знаете, возможность уже газ получить около двора. Это же, мы же помним историю недавних лет, когда там за 100 метров или даже ближе надо было платить миллионы и миллионы. Вот. А сейчас газ бесплатно проводится. Более того, мы приняли решение, чтобы тем, у кого доходы не позволяют 150 тысяч рублей, еще уже на проводку газа внутри дома, на оборудование для газовых печей, в частности, да, чтобы мы выделили. Вот. Помощь выделяют также и районы, я знаю, многие, да, и реально сейчас люди очень серьезно вот в этой части продвинулись. И вот из этих 2900 уже свыше 900 домов уже газ проведен, а уж газ уже внутри домов, уже люди отопление включили газовое. Вот. Это вот прекрасная программа нашего президента. Мы все сделаем, чтобы она на территории республики была вот в этом, в следующих годах полностью реализована. Вот качество жизни людей возрастает. Вот Шульгинов Николай Григорьевич приезжал, министр энергетики. Впервые, кстати, министр энергетики Российской Федерации принял участие в запуске вот проекта газификации у нас на территории Якутии. Да? Он сам был очень рад, когда приехал, говорит, слушай, говорит, такая, говорит, это вот он сам из села, говорит, такая радость у людей. Я же, говорит, понимаю, как это для людей было важно, и как вот, говорит, даже мне, говорит, так приятно, что вот такое решение исполняется. И, конечно, это для людей вообще другое качество жизни. Александр Сергеевич, я вот в WhatsApp нашел как раз-таки частный вопрос про газификацию.
Это тоже касается социальной газификации. Пишут жители села пригородные города Якутска. Спрашивают, когда у них появится газ. Ну, вы знаете, село пригородное это вообще отдельный вопрос. Там несколько есть достаточно серьезных больших таких кооперативов, бывших дачных, сейчас это уже территория села. И мы часть еще при мне, когда я был главой города, газифицировали. Да? Ну, она вот эта программа шла, насколько я знаю, там хоть что не было газифицировано, вот эта дальняя ее часть, да, но она стоит в этом году и должна быть полностью все сделано. Там вопросов не будет. Я уж вот уверен, что пригородное мы точно закроем. Арсений Сергеевич, вот министр энергетики, он еще и провел штаб по подготовке к зимнему отопительному сезону. Вот готова ли Якутия к суровой зиме? Мы обязаны быть готовыми к суровой якутской зиме. Иначе мы будем иметь очень большие проблемы. Жилфонд республики, он получил паспорт готовности, в целом весь. Так, сейчас ждем получения паспортов готовности по котельным, по всему тепловому хозяйству. Эта работа должна быть завершена, если не ошибаюсь, до 15 ноября. Вот тот штаб, который Николай Григорьевич у нас здесь провел по всему Дальнему Востоку, показал, что в целом готовность Якутии неплохая и по завозу топливно-энергетических ресурсов, по ремонту котельных, по ремонту сетей. Единственное такое, ну, я не скажу сильно узкое, да, но такое вызывавшее у меня вопросы место, это был Алекминский район, город Алекминск, где котельная одна, которую эксплуатирует частный предприниматель, имела проблему, была в аварийном состоянии, но сейчас стройка идет. И вот я сейчас в Алекминске был, и министр специально выезжал туда, ЖКХ, Емельян Вячеслав Павлович, он по итогам осмотра, встреч там на месте заверил меня, что до 15 октября котельная новая будет запущена, и эта проблема уйдет в прошлое. Арсений Сергеевич, давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло, задавайте свой вопрос. Алло, вечер добрый, Арсений Сергеевич. Здравствуйте. Людмила Никитина из Среднеколымского улуса. Как жительница Северного улуса Якутии хочу поблагодарить заведение круглогодичных субсидированных авиабилетов для жителей Якутской Арктики. Хотелось бы узнать, планируется ли в следующем году продолжить данную программу и будет ли повышена квота на авиаперевозах в арктических районах Якутии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно, вот мы же помним мои предыдущие эфиры, да, прошлого года, да, одной из самых острых проблем у меня, и вот на социальных сетях, когда я эфиры провожу, всегда вот один из самых главных вопросов всегда был стоимость билетов и невозможность улететь в Арктический район. Ну, помнишь же, там вот тот же Черский взять, Чукурдах, Среднеколымск, ну сколько билеты стоили, да, просто страшные цифры. И я все-таки с правительством достаточно много на эту тему имел разговоров, разные подходы они мне излагали, но в конечном итоге в этом году наконец-то лед тронулся с места. Вот взять несколько цифр. В прошлом году мы 57 миллионов всего лишь выделили. Ну, какие возможности было в бюджете, вот 57 миллионов. И этим воспользовалось, этими льготными билетами, порядка 4,5 тысяч человек. У нас, ну, льготируется достаточно большое, почти 70% стоимости билета льготируется. И там билеты же как обычные 30 тысяч стоят, ну, люди летали там за 10 тысяч, там за 11 тысяч рублей. Вот после того, как я просто дал приказ вкратно увеличить, в этом году цифра эта достигла свыше полумиллиарда рублей. Свыше 500 миллионов рублей в этом году мы направляем на субсидирование билетов по арктическим районам, по всем направлениям. И, конечно же, мы кратно расширили, ну, возможности для людей. В этом году, больше, да? Да, в этом году, вот в прошлом году 4,5, в этом году уже почти 20 тысяч человек уже воспользовался этими билетами. Вот. Взять, например, вот Чукурдах, в прошлом году 57 человек летал, так? В этом году уже почти 2000 человек воспользовался этими льготными авиабилетами.
Это очень большое достижение как раз для жителей. Вот со стороны жителей Арктики, многие мне звонят, благодарят. Вот, я им много раз обещал, очень рад, что вот у нас наконец-то этот лед, еще раз говорю, сдвинулся. Но вот далеко работа не закончена. Мы должны ее продолжить. Конечно же, эту систему обязательно сохранить, наверное, на следующий год, но и по возможности ее еще расширить. В том числе, конечно, я перед правительством ставлю вопрос, чтобы мы каким-то образом все-таки и федеральные смогли здесь пробить деньги. Это и для Министерства транспорта, и для правительства в целом, ну и для наших депутатов Госдумы. Такое, знаете, большое поле для работы, потому что субсидирование внутрирегиональных перевозок, особенно арктических, это проблема не только Якутии, но и других регионов страны. Здесь мы должны, на мой взгляд, объединяться и этот вопрос дальше и дальше ставить перед федеральным правительством. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Икекенен Ректаула Артем Сергеевич, он араженесте телебиhere көрөр бүтүн сагайын октоктора бу керенте Ректамбер айгунус Тимируха енкерлим тезем араженесте оролу. Эгене те Тимирустары югүтүн он бу аспыт олонко хыягар юhe бүлүгө кентеке калан Тимирухастан болго костахон эрлехен устары Yöden kaçıdan kalan kıttan barbu kütüger barga maktabın ötebin. Onna uustar dayabet barayek pıtı sahayrin timir uustarın kinin jakuskay korak kiniger tuttari tuhunan ketse püppüt kadda püppüt onu çözdağın tengay bütin. Onna sorukutun barayek kıtın bölümden ağalın diyen öpüdün. Onu ergümmakkaton bölümden yaka kille püppüt. Onundan sir onna İbrahim Apuroha Опрога күч кеме болокот ден эренебет. Тимир уста долгон тарихи мактау. Мактау, Александр Ильич, вопрос от наших народных мастеров, от кузнецов. Я хотел бы их поблагодарить, также и как и других носителей наших народных традиций, за их вот такой, знаете, верность народным традициям, за то, что они их не теряют, а наоборот несут дальше, людей учат, детей учат, передают новым поколениям. На Исехе Олонхо Верхнеюльске этого года я сам вот тоже приобщился к этому, на самом деле, искусству, да, древнему искусству, как раз в моем родном кентикском наследии, откуда родом мои предки, в том числе тоже кузнецы. Вот, было очень, знаете, волнительно. Это такой непростой, тяжелый, мужской, но очень такой удивительно тонкий труд. И, конечно же, мы должны поддерживать наших народных мастеров. Ихняя просьба на контроле у меня стоит. Мы обязательно на эту тему еще раз с главой города и с министром имущественных земельных отношений посмотрим. С одной стороны, чтобы оно отвечало всем требованиям для проведения работы по кузнечному делу. Там тоже не так все просто. А с другой стороны, чтобы оно все-таки было таким центром, который привлекает в том числе и туристов, и людей, чтобы мы могли это пропагандировать и привлекать и туристов, и молодежь для того, чтобы это древнее искусство никуда не исчезало, а развивалось. Александр Сергеевич, в этом году, в день открытия цеха Олонхо в Верхневилюйском районе, вы подписали указ о единой системе домов Олонхо по поддержке олонхосутов, запивала, соха и кузнецов. Вот расскажите, как сейчас реализуется ваша инициатива? Я абсолютно осознанно тогда вот такой указ подписал, чтобы у нас стипендии каждый год выплачивались главы республики, стипендии Илдархана, по 7 человек это олонхосуты, запивала Сохая и вот кузнецы. Первый отбор будет, сейчас уже практически, как меня информировало Министерство культуры, работы уже, отборочная комиссия уже начинается в скором времени. И 25 ноября, в день Олонхо, я очень надеюсь, что мы объявим уже первых стипендиатов этой премии, которые будут получать ее по 30 тысяч рублей каждый месяц в течение года. Вот, и это будет у нас каждый год. То есть порядка чуть менее 8 миллионов рублей каждый год будет закладываться в бюджет на эти цели. Кроме этого, мною дано поручение, чтобы 50 миллионов было заложено в бюджет каждый год на материально-техническую поддержку домов Олонхо в наших районах. У нас сейчас 11 домов Олонхо уже включено в такую единую централизованную систему домов Олонхо республики, хотя их носящих такое название больше, но вот 11, которые соответствуют определенным критериям, они уже есть.
Так? И вот на их дальнейшее развитие каждый год будет такая сумма предусматриваться. Очень надеюсь, что правительство при подготовке бюджета про эту сумму не забудет. Ну а если забудут, напомню. Александр Сергеевич, как раз таки мы решили поддержать вас указ, и теперь на телеканале НВК Саха каждую субботу проходит Олонхо Баттл. Программу анонсирую нашим телезрителям, вам посмотрите каждую субботу на нашем канале. Александр Сергеевич, у нас еще одно прямое включение. Сейчас к нам на прямой эфир включается молодая семья из города Якутска, многодетная семья. Надежда, вам слово. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Прямо сейчас мы находимся в гостях в семье Михайловых. Любовь Константиновна Михайлова, многодетная мама. У них в семье 6 детей. Представьте себе, все 6 девочки. В этом году на свет появилась малышка Мия. Ей уже буквально через несколько дней исполнится полгода. Ну и, конечно же, у Любови Константиновны есть вопрос. Айсен Сергеевич. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Мы, наша семья, безусловно, очень чувствуем поддержку которая оказывается от нашей республики матерям, многодетным семьям. И хотелось бы отдельная благодарность вам сказать за дополнительную поддержку, которая оказывается в этом году в честь столетия нашей республики «Капитал. Дети. Столетия». Конечно, эту выплату мы скоро получим, и с мужем уже решили, на что мы ее потратим. И у меня, Айсен Сергеевич, вопрос. В честь столетия республики, может, продлим действие этого капитала на год? Спасибо большое. Спасибо, Любовь Константиновна, спасибо вам за ваше материнское мужество, за 6 дочерей. Это очень важно, очень волнительно, что такие замечательные семьи у нас в Якутии есть, и их не так мало, их даже много. Мы всегда славимся своими многодетными семьями. И для нас поддержка таких семей, как ваша, всегда будет в поле моего внимания. Будут и дальше решения приниматься, будьте уверены. В этом году у нас уже свыше 8400 детей родилось за этот период с начала года. Уверен, до конца года родится их еще большое количество детей. Мы на пороге, на самом деле, миллионного жителя Якутии. Очень надеюсь, что в этом году, несмотря на все проблемы, миллионы жителей в Якутии появится. Что касается капитала детского, к нему тоже большой интерес есть. Все получают. Значительная часть, знаете, их откладывает как раз для детей на будущее. Это как раз разрешено по этой мере поддержки. Часть тратит и на транспортные средства, покупку для семьи, часть тратит на улучшение жилищных условий. Такие предложения, как ваше, о продлении на следующий год, они ко мне поступают. Я сейчас буду смотреть, советоваться с коллегами. Конечно же, мне бы хотелось поддержать, чтобы все-таки какие-то меры поддержки наших семей, в том числе такие, как «Дети столетия», они у нас были и дальше развивались. Спасибо вам. Спасибо. Айсен Сергеевич, хочу задать вопрос лично от себя, хотя думаю, что он, наверное, волнует многих. Сейчас наш мир очень быстро меняется, многим становится тревожно, нет понимания будущего. Есть ли что-то стабильное сейчас в нашем мире? Вы знаете, самое главное на сегодняшний момент, в эту эпоху изменений, причем правильно сказали, глобальных изменений, это же не только в нашей стране изменения, во всем мире идут очень серьезные изменения, где-то позитивные, где-то негативные, все меняется, турбулентность, постоянства нет. В этих условиях надо верить в себя, в свою семью, верить в свою республику, в свою Россию. Если мы будем вместе, если мы будем наши проблемы обсуждать открыто, проблемы будем решать вместе, руководствуясь, еще раз говорю, нашими главными исконными ценностями, нашими российскими, если будем верить в себя, у нас все получится. Поэтому надо верить в себя, верить в лучшее, никогда не сдаваться и идти вперед. Многие очень хотели бы, чтобы мы
начали бы там, знаете, вот раздрай устраивать, там, делиться по национальным границам или там по административным границам, тянуть одеяло на себя, кто-то там спрятаться куда-то там с краю, да, от общих задач, от общих целей. Но я считаю, что наоборот, это путь не для России. Мы великая страна, мы огромная страна. Вот, и когда мы вот едины, когда мы вместе, вы знаете, мы все можем победить. Я вот в том же Татарстане сейчас был, вы знаете, вот много было сделано, чтобы российскую авиапромышленность уничтожить полностью. Так, мне вот Рустам Нургалиевич, как председатель совета директоров, рассказал про это. Но, видишь, они же не дали это до конца добить. Они это сохранили, и вот сейчас благодаря вот этим самолетам Ту-214, вроде бы, которые уже ну, сейчас вроде не производились, но они же их по 2, по 3 года производились. Сейчас мы имеем возможность все-таки в ближайшее время выйти там на производство 20-30 самолетов, таких дальнемагистральных. Ну, для нас они же спасение. Вот. И ту же Якутию нашу взять. Сколько хотели, например, компания «Алроса» все окончательно там разрушить и распродать. Что при Михаиле Ефимовиче было, что при Штурое пытались, что при Борисове пытались, что на меня тоже там, что скрывать-то там, да, что, давайте «Алросу» продадим, там, деньги, там, мост построите, да. Но мы категорически против. Мы всегда понимали, что «Алроса» это достояние республики, достояние всей России, боролись за него, и, вы знаете, вот время же подтвердило нашу правду. Поэтому здесь просто надо верить в себя, верить в правду, опираться на народ и идти вперед. И еще раз говорю, победа точно будет наша. Александр Сергеевич, большое спасибо вам за ответы. Мы отработали в эфире почти 2,5 часа. Сейчас предлагаю передать слово нашему коллеге в колл-центр и подвести итоги прямой линии на текущий момент. Да, вы правы, мы отработали практически 2,5 часа, и за это время наши операторы принимали звонки со всех районов нашей необъятной республики. Поступали разные вопросы, значимые, и на данный момент поступило 1117 вопросов посредством WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и на наш стационарный номер. Все вопросы мы передадим вам. Спасибо, Евгений. Александр Сергеевич, мы по традиции в конце эфира предлагаем ответить. Не, вот до блиц-эфира, да, я вот все-таки хочу сказать, я вопросы вижу, очень много вопросов по коммунальному хозяйству, так, прошло, очень много вопросов по социалке. Я прошу и профильных министров, и глав муниципалитета, вот все вопросы все-таки, коллеги, отработайте. Это реальные, живые вопросы, я вот вижу, что вот и адреса, и фамилии, и проблемы надо решать. Предлагаю перейти к коротким блиц-вопросам. Александр Сергеевич, ваше личное впечатление о городе Кировское Донецкой области, который мы восстанавливаем? Вы знаете, там очень хорошие люди. И на самом деле замечательный город. Просто его за 30 лет рука хозяйственника не прикасалась в силу разных причин. Там сначала, я так понимаю, украинское правительство вообще в нем не было заинтересовано, в этом в Донбассе в целом. Только выкачивали оттуда, потом начали уничтожать. Вот. Еще раз говорю, хороший город и замечательные люди. Ваши дети гордятся вами? Я очень надеюсь, что они меня любят. За что вас хвалила в последний раз мама? Знаете, моя мама, наверное, она, как и все мамы мира, она не то что хвалит, да, она просто рада, что я живой и здоровый. Вот для нее, честно говоря, больше, по-моему, ничего не надо. Что бы вы хотели получить в подарок? Вот честно скажу, что вот последние годы очень хочу, чтобы в сутках было не 24 часа, а хотя бы 26. Александр Сергеевич, на что должны надеяться якутяне? Ну, я вот уже ответил. Мы должны верить в себя и знать, что победа будет обязательно за нами. Ну что ж, Александр Сергеевич, мы благодарим вас и жителей республики за участие в программе, за открытый и интересный разговор. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем прямую линию. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, понедельника, 26 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске. Количество жертв возросло. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих. Злоумышленники продолжают придумывать все новые схемы обмана доверчивых людей, как обезопасить себя от киберпреступников. Реабилитационные центры Нерюнгри расширяют спектр оказываемых услуг. Они доступны теперь не только детям, но и взрослым. Якутск впервые принимает первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юниоров. Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске. В школе номер 88 произошла стрельба. Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних. Ранено 14 детей и 7 взрослых. Напавший на школу был одет в майку с нацистской символикой, вооружен 2 травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. После нападения он покончил с собой. На месте работают все силовые ведомства, школа нацеплена. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов. Возбуждено уголовное дело, расследование передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В Удмуртии сегодня трагедия. В Ижевске, школа номер 88, пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам застрелился. Но информацию позже будем сверять с коллегами из ФСБ и с системой здравоохранения. Весь периметр отцеплен. Сейчас работают Росгвардия, ФСБ, следственные органы на объекте. В правительстве России одобрили ускоренное повышение минимального размера оплаты труда в 2023 и 2024 годах. Так, в Министерстве труда России предложили в 2023 году увеличить МРОТ до 16